отличался очень сложными и противоречивыми явлениями, в том числе и в области музыкальной культуры. Огромный взрыв информации, в том числе музыкальной информации, он буквально подорвал устои того старого, доброго времени, когда мы пели и слушали и играли музыку в ладу, в мажорном и в минорном, когда не так знали мы африканские ритмы, тогда, когда не было такого океана, во многом мутного, той музыки, которая льется сейчас на нас с экранов. Но 20 век – явление, конечно, неоднозначное. И у нас в педагогике, как всегда, по консервативному принципу, педагогика чуть-чуть отстает от явлений науки. У нас в педагогике используется лишь то, что уже прошло немного испытания временем. Поэтому вот видите сегодня на наших стендах музыку, скажем так, первого авангарда, а не второго. То есть то, что уже вошло в музыкальную практику. Шостакович, Прокофьев, Свиридов из русских композиторов. Бриттен, Орф, Мессиан из композиторов зарубежных. Мы только прикоснемся чуть-чуть сегодня к этим сложным музыкальным явлениям. Потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, это, конечно, маленькая капля в том безбрежном море. И тем не менее, безнадежно отставая в нашей музыкальной педагогике от времени, мы должны говорить и рассуждать об этих явлениях. Но наша музыка, в общем-то, наука, которая исторически была связана со многими другими науками, с математикой, с философией. Поэтому у нас сегодня присутствуют гости, которые немножко приоткроют завесу нам, может быть, другой стороны культуры и, может быть, с другой стороны. Я представляю вам доктора философских наук Виктора Даниловича Михайлова, заведующего кафедрой философии Якутского государственного университета, и Валентину Александровну Чусовскую, кандидата философских наук, доцента Арктического государственного института культуры и искусства. Мы слушаем первый доклад, название которого такое: «Культурно-философский контекст музыки XX века», читает Виктор Данилович Михайлов. Спасибо. Ну, небольшая поправка. После того, как я перестал быть заведующим кафедрой философии, сменились уже двое. Поэтому нынче заведующим кафедрой философии является Махаров Егор Михайлович, доктор философских наук. До меня в течение 5 лет работал Андрей Савич Савинов заведующим, поэтому я работаю ординарным профессором, как говорят. Вот. Я вернулся полностью на кафедру, на полную ставку и веду часы для студентов и аспирантов. Безусловно, век – это много, даже для жизни одного человека. А для такого явления, как музыка, которая бездонна, безгранична, это, конечно, слишком большой объем, слишком большое время, слишком большое пространство. Поэтому охватить единым взором наверняка очень трудно будет. Те, кто знакомы музыкальной культурой, музыкальной литературой, не дадут мне покривить душой, что даже вот 5-летия, десятилетия разнятся, потому что музыка по природе своей изменчива, по природе своей очень мобильна, динамична. Оно очень быстро реагирует на те изменения, которые происходят в жизни. Поэтому, если вы взяли, что последние 5-летия, да, и то был бы предмет для разговора, предмет для обобщения. А тут целое столетие. Поэтому, конечно, трудно выбрать, если окинуть взором, то по принципу, допустим, назовите 10 крупных композиторов,
назовите 5 крупных композиторов, да, назовите 2 десятка крупных композиторов, и то будет затруднительно, хотя отпечатываются в памяти действительно крупнейшие вот имена, которые остаются в анналах истории человечества навсегда, прочно прописались. Но были же поменьше, но поярче талантами, ведь обо всех-то не скажешь, и время очень серьезный фильтр, память людская очень такая строгий контролер, как говорится, тут цензор. Поэтому, естественно, то, что сегодня пойдет речь, конечно, будет во многом субъективно, у каждого свои пристрастия, свои какие-то выбор, свой критерий. И этим и интересно вот подобного рода встречи, подобного рода обсуждения. Моя задача очень скромная. Я не музыкант, ни на одном инструменте не играю, не являюсь ни фанатом, ни еще какой-то такой любителем вот всего этого дела. В этом отношении я полный дилетант. Но в годы учебы в Ленинградском государственном университете почти что волевым образом, по природной любознательности и по природной вот такой склонности, открытости ко всему интересному, покупали абонементы. Были студенческие, школьные абонементы на симфонические вечера, на лектории, малый зал консерватории, большой зал консерватории, филармонии всевозможные. Вот. И в университете тоже этот самый культурном центре велись подобного рода мероприятия. Выбор больше, чем достаточно было. Но мне больше всего нравились, конечно, музыкальные абонементы. Первое время, естественно, на серьезных симфонических концертах откровенно засыпали, было скучно. Просыпались только тогда, как литавры били, вот когда громко начинало играть, конечно, что греха таить, но тем не менее, настолько было велико разобраться, чем же люди наслаждаются, почему же вот люди увлекаются музыкой, что же находят. Рационально, да, умом своим, логически я хотел понять, что тут притягательного, что тут, почему вот, вообще, что же это искусство. Почему вот понять, вот просто умом своим понять, вот такая наклонность была. И благо дело, очень хорошие программки делали. Содержательная часть, вот такая-то часть, там первая часть, вторая часть, там финальная часть, пролог и так далее. Вот и читал, о чем речь идет, какая там содержательная, это здорово помогало. И были вступительные выступления, спич, я бы сказал, так, 10 минут, 15 минут от силы. И очень ярко рассказывали композиторы о произведении. Это здорово, конечно, помогало в том, чтобы разобраться. И еще, завсегдатаи посоветовали, вы из зала ничего, ну будет скучно, ничего не поймете, там, потому что дирижер стоит спиной, вы покупайте билеты на хорах. Это вот с той стороны, где там оркестр сидит, и дирижера видишь с глазу на глаз. Это было тоже находка, это педагогическое, методическое ноу-хау, я бы сказал, да? И мы наблюдали за действиями дирижера. Это тоже здорово помогало улавливать настроение, улавливать, в общем-то, движение, как говорится, мимику и движение рук, хотя, может быть, и в слуховом отношении и ничего было, так вот приобщались. Но я хотел бы сегодня вот поделиться соображениями на поставленной проблеме, немножечко окинуть взором на 20 век. Ну, вы знаете, что жизнедеятельность общества делится на 4 основные сферы. Это экономика, политика, социальная жизнь и духовная жизнь. Вот экономическая, политическая, социальная и духовная жизнь. Они взаимосвязаны и, естественно, взаимоотражают, взаимообусловливают друг друга. Безусловно, если 20 век рассмотреть по этим 3 критериям, мы возьмем, поскольку я зарубежную историю, вообще, конечно, мировая музыка,
это примечательная вещь, но я вот не могу судить о мировой музыке. Мне немножко вот понятно на слуху через средства массовой информации отечественная музыка, поэтому, естественно, мои примеры будут касаться как раз вот истории российской музыки и истории России как таковой, история и философия России 20-го столетия. Какие события были? Конечно, события радикальные. Вообще 20 век событиями очень богат во всех 4 сферах, особенно вот в России. Практически все последующие катаклизмы, военные, революционные, экономические, политические, социальные и духовные потрясения произошли в Евразийском континенте, особенно вот в России, в российском пространстве. Россия стала в этом отношении мировой площадкой для экспериментов всевозможных. Россия в этом отношении имеет трагическую судьбу. 2 последние мировые войны в основном произошли на территории России. Крупнейшие революционные события произошли на территории России. Все политические катаклизмы, тоталитарные системы произошли, установлены были в российской территории. Поэтому, конечно, в этом отношении Россия является наиболее характерным. Вот интересно, как это все отразилось на музыке, как реагировала музыка, творцы музыки, деятели музыки, композиторы, исполнители, как все это отразилось в музыкальной культуре, это, конечно, интересно. Сразу же, вот в начале века в России революционные события, первая русская революция, потом черносотенная реакция. Но к чести российской философии в это время начинает разрабатываться новая картина мира. Картина мира – это мысленно обобщенный образ мироздания. Или это представление людей о том, что лежит в основе мироздания, что движет миром, что вокруг чего вращается все. И российская философская мысль выдвинула картину мира, которая получила название космизма. И в анналах истории философии эта картина мира вошла под эпитетом русский космизм. Космизм – это картина мира, ставящая в центр мироздания человека как существо космическое с 3 основными чертами личности. Это всечеловечностью, а в системе религиозных космистов это богочеловечество, богочеловечность, 2 – планетарность мышления и 3 – соборность. Вот человек с такими чертами и ставится в центр мироздания. Знаете, что русский космизм имеет 3 разновидности. Это религиозно-философская, видным представителем которого являются Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Федорович Федоров. Это естественно-научный космизм, представленный работами Циолковского, Чижевского, Холодного, Умова, Вернадского и многих других. И литературно-художественные, где примыкают Андрей Платонович Платонов, это писатель более позднего периода, Николай Константинович Рерих, он не только вот писатель, поэт, эссеист, но и замечательный художник, вот, живописец. Вообще Рерих – это особая статья, тут его философия больше эзотерична, поэтому, естественно, интересуется сейчас очень сильно наследием Рериха. Вот, его вообще художественное произведение очень высоко котируется. Вообще Николай Константинович Рерих пока еще вот в нашей литературе еще мало изучено и мало как-то вот проанализировано, на мой взгляд. Может быть, я чего-то не знаю, но тем не менее его необходимо, в общем-то, как-то вот его произведения необходимо изучать. Музыке с космизмом связано творчество Александра Николаевича Скрябина, которого вы великолепно знаете. Этот композитор известен тем, что
является одним из авторов света музыки, когда он спектральный ряд и звуковым рядом сочетая, изобрел замечательный эффект и создал для того, чтобы использовать это новшество, замечательные поэмы. Поэма огня и поэма экстаза. Популярнейшие симфонические поэмы, которые в дисках слушает каждый уважающий себя образованный человек. Вот это как бы фонотеки каждого, ну сейчас, естественно, не знаю, но у меня во всяком случае эти большие диски есть, и под настроение иногда вот слушаешь. Ну, вот этот космизм. И затем постепенно, начиная с первой четверти второй четверти 20-го столетия, постепенно разрабатывается другая картина мира, которая стала завоеванием 20 века. Эта картина мира называется гуманизмом. И можно сказать, что родиной этой картины мира опять же является Россия. Это Николай Александрович Бердяев, который вообще в своем мировоззренческом, философском развитии претерпел серьезнейшую эволюцию. Он был легальным марксистом, он был космистом, он был персоналистом, и он стал одним из столпов экзистенциализма. Ну и Лев Шестов, тоже эмигрировавший вот в Европу, также оказался у истоков. Вообще апофеоз беспочвенности является классикой экзистенциальной литературы, и в Европе тоже очень сильно котируется. И на этих работах европейские философы начинают разрабатывать новую картину мира. Как всегда, мы в России запаздывали в силу объективных и субъективных причин, и всегда наши изобретения, как правило, в Отечестве, не найдя почву для произрастания, через Европу и Америку возвращаются и воспринимаются на ура. В своем Отечестве нет пророков. Мы их здесь не поняли, а на Западе ухватились и разработали во всю мощь эту новую картину мира. Речь идет о экзистенциализме. Гуманизм есть картина мира, которая ставит в центр мироздания человека как существа отдельного, одинокого и потому страдающего. Самое простейшее понимание гуманизма – это сострадание. Это категориальный смысл этого понятия. Это понятийная структура гуманизма. Потому что это то, без чего гуманизм лишается всякого смысла. Без сострадания нет гуманизма. Конечно, гуманизм – это не только и не столько сострадание, но без сострадания нет гуманизма. Поэтому, безусловно, человек, страдающий из-за своего одиночества, причем одиночество интерпретируется двояко, на уровне человечества как такового и на уровне отдельного человека, на уровне индивида. Ну, вы знаете, что где-то 50-е годы 20-го столетия жгуче интересовались, есть ли жизнь на Марсе. Помните, да? И как бы все лекции были посвящены, и иронизируя это, в 1956 году в знаменитом фильме «Карнавальная ночь» вывели персонаж странный, который новогоднюю карнавальную ночь выступает, якобы хотел выступить с лекцией «Есть ли жизнь на Марсе?». Вот это замечательная была ирония над повальным увлечением этой проблемой, высмеяли как бы, да, но это действительно интересовало. Вообще мы не хотели быть одинокими в Вселенной, мы искали внеземную цивилизацию, разумные существа, это тоже вот особая статья. Но на уровне индивида отчуждение дошло до чудовищных размеров, и это как бы вывело на первый план размышления об одиночестве. Размышления, вообще одиночество способом существования имеет сострадание. Одиночество – это как бы провоцирование сострадания к себе.
действительно, без страдания нет сострадания. Потому что однокоренные слова, и мы страдали от одиночества, которое было объективно. Потому что, вообще-то говоря, одиночество – это удел творчества. Творчество, оно никогда не бывает вот таким, ну как бы массовым, что ли. Творчество всегда штучно, творчество всегда требует тишины, уединения. Василий Васильевич Розанов в замечательном эссе «Уединенное» об этом очень хорошо пишет, пронзительно пишет. И в 1988 году был опубликован сборник, антология «Лабиринты одиночества» называется, где философы различной ориентации, большей частью, может быть, постмодернистской ориентации, написали, ну, как бы не сговариваясь, да, все про одиночество. Вот теперь, вот эта канва, философская канва. Но мы не можем сбрасывать со счетов 80-летнюю историю советской власти в России, в Советском Союзе. Как бы не хотели забыть, как бы не хотели ее элиминировать, стереть с памяти людской, никуда не деться. Советская история, советский период всегда с нами, и, наверное, это отойдет в иной мир только носителями этого сознания. Пока носители этого сознания есть, естественно, как явление будет исследоваться. Революция, революционная. Но вы знаете, что, конечно, без меня, лучше меня знаете, что каждый крупный композитор, каждый крупный художник, он вне времени. Чем больше он преодолевает притяжение сегодняшнего дня, тем меньше он привязан сиюминутной, ну, это грубое слово, конъюнктура, он велик. Он потому велик, что он видит дальше и понимает глубже. Потому и, естественно, их творчество далеко за рамки тоталитарности, идеологизированности, политизированности, грубой конъюнктурщины. Вот таких композиторов, конечно, было у нас достаточно много. Но и то они творили в духе времени. Ну, к примеру, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Но разве его творчество мы можем, как говорится, из творчества выкинуть замечательную песню хотя бы о встречном? Замечательные вот такие симфонические произведения, которые вот отражают весь пафос, этого творческий подъем, энтузиазм народа. Как он может в стороне стоять? Конечно, нет. Безусловно, Шостакович или вот его произведения, связанные на военную тематику. Вот, кстати, ну, я не знаю, может быть, вы меня поправите, когда я Мариса Равеля, «Болеро» слушаю, да, и слушаю знаменитую Ленинградскую симфонию Шостаковича, какие-то что-то такое вот похожее улавливается, да, вот Равель написал свое знаменитое «Болеро» до победы фашизма в Европе, да, это как бы предчувствие было, да, вот это размеренное, все такое, так это самое ритмично, все как-то вот это такое предчувствие, страшное вот предчувствие, вот до того, да. А у Шостаковича как вот надвигается, тоже вот это очень зрительно. Эти произведения, конечно, вот сейчас как бы популярных, что ли, встречах, особенно с молодежью, можно было бы как-то сопоставить и показать. Вот на таких характернейших, на таких отличающихся, что ли, резко отличающихся произведениях, наверное, можно было бы что-то делать, как мне кажется. Или Сергей Сергеевич Прокофьев. Но мы его не можем назвать даже вот в полной мере советским композитором, да? Как бы ничего советского, казалось бы, нету, да? За это его ругали, за это его третировали, за это его как-то вот не ставили, и вообще он был как бы в загоне. Но тем не менее и то вот в этой великой музыке слышится вот дыхание времени. Георгий Васильевич Свиридов. Так мы не можем же его вот вне такого строительства социализма, помимо великих строек социализма, разве мы можем Георгия Васильевича Свиридова представить? Время вперед. Вот
Валентина Катаева, вот хроника, как говорят, это хроникальное журналистское произведение, но настолько вот сильно было показано дух времени, дух созидания, это просто это великое произведение, оно вне времени, я бы сказал, да, а северидовское произведение, но он северидов, Георгий Васильевич, поэтому, естественно, его произведение и малая форма произведения, иллюстрации музыкальные к произведениям Александра Сергеевича Пушкина, это же просто, трудно назвать, хотя это великий композитор, очень для сведущих людей серьезное произведение, но они легко, это легкая музыка, я бы сказал, да? У нас, к сожалению, есть традиция там музыку делить на тяжелую и легкую, как бы, да, когда легкая музыка, по радио говорят, концерт легкой музыки, мы передавали легкую музыку. Ну, не знаю, по какому критерию, кто является зачинателем этой словесного сочетания, я не знаю. Но, тем не менее, это действительно воспринимается очень легко и красиво звучит. Отечественная война и явление замечательное вот музыки 20 века – это советская песня. Ну, оно так и сочетание вошло, советская песня. Ничего лучшего за последние 20-летия после падения советской власти не создано, в общем-то. Так? Как было создано до того, советский период. Причем оно оказалось интернациональным, мультикультурным, как бы сказали сейчас, да, и потому оно затрагивает всех и вся. И возьмите Грузию, возьмите Прибалтику, возьмите Казахстан, Среднюю Азию, возьмите Украину, Западную Украину, Молдавию, и везде и всюду, естественно, вот советская песня доступна, понятна всем. Опять-таки это веяние времени, от этой времени никуда не деться. И, наконец, вот в этой музыки 20 века очень сильны были, особенно 70-е, 80-е годы, влияния западной культуры. Ну, для шестидесятников музыка Битлз – это вообще как бы свет в окошке, так? Большинство этого поколения выросло на этой музыке, так? Опять-таки, это сейчас классикой становится, классической музыкой становится, а оно воспринималось замечательным образом. Многие стили, или вот, допустим, с легкой руки Элвиса Пресли, рок-музыка, так? Вот сейчас это самое влияние вообще-то очень сильное. Тем больше глобализируется общество, глобализируется культура, наверняка от этого влияния никуда не деться. Словом, 20 век нам оставил в качестве наследства великое богатство. И мы, хочешь не хочешь, новыми веяниями считаться, видимо, обязаны. В отечественной философии в последнее время повальное увеличение постмодернизмом, постмодернистской философией. И это тоже получило отражение в музыкальной культуре. Мы не можем современные вот эти веяния музыки, естественно, напрямую, как бы отражение и один к одному не может быть, но тем не менее, все-таки это то, что происходит в головах людей, обязательно отражается на их чувствах, которые они выражают через звуки. Поэтому в любом случае, как мы в философии затрудняемся, вот, допустим, я преподаватель, который воспитан был марксистско-ленинской философией, диалектическим историческим материализмом. Я получал образование, когда марксизм, ленинизм как бы процветал, и на гребне было все и вся там, всеохватывающее, всеобъемлющее. Это 70-е годы. 70-е годы. И работа попала в 80-е, 90-е годы, когда еще вот марксизм-ленинизм котировался. С 90-х годов становится трудно. Программа меняется, потребности меняются, ориентации меняются, информационное поле расширяется,
и все труднее и труднее становится найти общего языка с подрастающим поколением. С одной стороны, умом своим понимаешь, что надо меняться, надо программу постмодернизм вводить, необходимо бы разобраться вот в этой философии и сделать ее удобоваримым для студентов и популяризировать ее, но с другой стороны, душой и сердцем не воспринимаю. Как быть? И вот эта борьба ума и сердца, вот сейчас вот я нахожусь вот на перепутье. С одной стороны, действительно много чего устаревает, и пытаюсь найти то, что является вечным, добрым, разумным, и с другой стороны, то, что связано было с конъюнктурой, как бы выкинуть, и вместо него как бы, рука не поднимается, назвать новая конъюнктура, да? Но тем не менее что-то из этого вот вести. Такова реальное требование, веление времени. И мы должны перестроиться. Я так полагаю, что вы тоже, как педагоги, преподающие музыкальную культуру 20 века, испытываете примерно такие же проблемы. Хотя мы теперь более-менее свободны. Спасибо, как говорится, нынешней ситуации. Мы в этом отношении над душой никто не стоит, никто не требует, никто по столу не стучит, и мы своему предмету полные хозяева. Мы определяем, в общем-то, никто не указ. Но тем не менее, все-таки тут меняться приходится. В этом отношении все богатство музыкальной культуры 20 века нами, мы должны, видимо, коллективными усилиями найти, что является действительно вечным, неприходящим и разумным, вечно доброе, разумное, и что-то вот такое. Вот на кафедре философии мы очень часто на эти вопросы разговариваем. Так что вы считаете? Несмотря на то, что вот душа не лежит, да, и с другой стороны мало вот понятно, как-то вот инерция вот такого тянет назад, инерция, и преодолеть очень трудно, но надо. По этой причине, видимо, необходимо все-таки увязывать все это определенным культурно-философским контекстом века минувшего и века грядущего. Вообще образование работает на будущее. Образование готовит людей к предстоящей жизни. Это его предназначение и его основная функция. Следовательно, если мы не будем прогнозировать, какие духовные ценности будут востребованы или будут господствовать в ближайшие 5, 10, 15 лет, и мы должны своих студентов готовить к этой жизни и к этим условиям. И прогнозирование в этом отношении – это, видимо, главная ориентация, главное занятие каждого педагога, работающего со студенческой аудиторией. Тем более у нас студенты своеобразные. Это будущие учителя, будущие исполнители, будущие публичные люди. Так или иначе, они станут распространителями культуры, это очень плохое слово, да, еще как-то вот помягче назвать, поблагороднее назвать, да, это как бы искусство массы, музыку массы, они повышают музыкальную культуру, духовную культуру в целом, так, поэтому даже вот знаменитый ЗУН, это дидактическая единица, знания, умения, навыки, да, сейчас сокращенно ЗУН. А вот сначала я не понял, и потом посмотрел, оказывается, это знания, умения, навыки. Ориентация на ЗУН оказалась не очень перспективным. А вот ориентация на культуру – это важно. Потому что знания, умения, навыки, они приходящие, они сиюминутны, а вот культура вечна. Вот чем отличается, вообще культура – это организация жизнедеятельности
по человеческой мерке, специфически человеческим образом. Хотелось бы, чтобы музыкальная культура стала неотъемлемой частью духовного мира каждого человека. Чтобы он не только вот знал и понимал, но и по мере возможностей участвовал в творении музыки. В конечной тенденции культура – это то, что, как бы говорят, является результатом ума, сердца и рук человеческих. Это тогда, когда сознание перерастает в поведение, когда человек определенными ценностными ориентациями руководствуется в конкретной повседневной жизни. Поэтому задача, как мне кажется, исходя из существа музыки XX века и из того, что грядет в XX веке, делать так, чтобы это стало неотъемлемой составной частью духовного мира каждого подрастающего человека, с тем, чтобы этими представлениями они пошли в самостоятельную жизнь, воспитывать подрастающее поколение и удивлять своим искусством слушателей. Вот я на этом закончил бы. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Борис Николаевич Попов, ваш тоже философ, да? Да, коллега. Коллега, который работает в филологии, да? Культурология, зав. Кафедрой культурологии. Культурология. Вот он когда в 2003-2004 году написал книгу, программу о времени музыки. То есть он впервые, мне кажется, концепции вообще о музыке создал для своих студентов. И когда прочитал его концепцию о музыке, я только наблюдаю о том, что человек вообще в этом не обладает. Вообще никакой информации, никакими там даже терминологией не владеет. И пишет какие-то несообразные, какие-то непонятные слова пишет. Когда я с ним общался, он вообще говорит, музыка, я ничего не понимаю. Зачем тогда такие вещи пишешь? Не, ну а вопрос-то вы кому задаете? Вот я Владимир говорю, Васильевич, Владимир Васильевич, конкретизируйте. Преподается философия в чем связана? Связана, конечно, музыка всегда она классична, она абстрактна, она менее социальная, чем художественное творчество. То есть, чем художники. Вот потому хочу сказать, что философская, когда вы преподаете и читаете лекцию о музыке, вы, когда читаете о музыке, даете им послушать какие-то современные музыки или какие-то русских композиторов, или западноевропейских композиторов. На лекции по философии, Владимир Васильевич, да? Да. Философии вы им даете записи этих композиторов, когда вы читаете о музыке. К сожалению, на это нас не хватает. Не хватает. Мы не успеваем. Конечно, хотелось бы, это правильное предложение. Если бы такая возможность была, наверняка хорошо было бы. Ну, к примеру, мы знаем, что Фридрих Ницше – это замечательный музыкант. Вот. Вообще, да и все крупные мыслители к музыке дружили, или сами исполняли, допустим, Альберт Эйнштейн – это замечательный скрипач. Так? И многие вот мыслители, они к музыке относились абсолютно лояльно и с пониманием, да? Потому что вы правильно говорите, потому что музыка – это непосредственное отражение мыслей и чувств человека, конечно, да? Это которые текуче, которые вот сиюминутно и прочее. Поэтому очень хорошо было бы. Вообще, если бы у нас была вот такая возможность, очень мобильно, у нас, конечно, аудитории, снабженные ТСО, как по старинке говорят, да, сейчас это устаревший термин говорят, была бы очень легко, там все готово, да, принес диск, принес там какое-то такое, да, и сунул
включил, и все это звучит, замечательно возможно было бы. Но, к сожалению, не все аудитории у нас такие, и таскать сложную аппаратуру и прочее, это вот беготне, суетне вот не получается. Да? А так действительно хотелось бы время от времени и проанализировать. Это хорошее замечание. Хотя бы 5 минут. Но есть у нас специальные предметы, есть эстетика, есть культурология, есть еще другие вот внеаудиторные занятия, да? Внеаудиторные занятия. Кстати сказать, наверняка, если бы лекции о музыкальной культуре вели не специалисты-музыковеды, а просто дилетанты, да, которые любители, интерес был бы большой. Почему? Потому что когда музыковед приходит, ну это понятно, вот это. А вот совсем другой космофизик, к примеру, да, или инженер-строитель читает лекции о музыке чьей-то, да? Интрига. Почему бы нам вот центр какой-то вот создать, да, и каким-то образом подбить вот таких любителей дилетантов, которые общий язык нашли бы определенную аудиторию. Ведь есть же среди специалистов других, не будучи музыкантами, любители музыки, ценители музыки, понимающие музыки люди, да, и их слово воспринималось бы всегда, это очень плохо, конечно, то, что в своем отечестве нет пророков. Когда вот выступает профессионал в этом отношении, оно как-то вот это, ну как положено воспринимается, что там это сам, ну скажет, вот, ну знает, рассказывает, а вот когда далекий от этого дела говорит об этом, наверное, это было бы интересно. Так что, коллеги, насчет этого вот подумайте, может быть, привлечь действительно вот любителей, которые действительно фанаты, как говорят сейчас, да, от музыки, и они бы подготовили замечательные мероприятия публичного, популярного характера для общего употребления, как говорится, не среди профессионалов, естественно, а среди массовые такие популярные лекции. Наверное, хорошие были демонстрации, прослушивания и прочее. Ну, форм работы, конечно, достаточно много. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Данилович. Так, второе сообщение у нас звучит так. Театр в контексте художественной культуры 20-го столетия. Да. Спасибо. Значит, вот сейчас, наверное, такое в аудитории замешательство произошло. Причем тут театр. Вроде как пригласили значит, в аудиторию говорить о музыке, тем более конкретно музыке 20 века, а тут театр. Но я должна вас предупредить, что это военная хитрость. Конечно, я не собираюсь выносить проблемы театрального искусства сейчас на аудиторию. Я хочу говорить о том деле, в котором я более или менее имею представление, ну, считаю себя даже в некотором смысле профессионалом, с тем, чтобы вы, слушая меня, думали о музыке. То есть я хочу провести такую взаимосвязь между явлениями. Во-первых, наша культура региональная, арктическая или зоны вечной мерзлоты, как говорят, или многолетней мерзлоты, ну, то есть наша культура. Затем художественная культура в контексте 20 века. И то, что я со своими коллегами в нашей лаборатории сделали изыскание, так сказать, по программе обучающей по языку искусств, я бы говорила на примере театра, а вы бы думали, подходит такая версия, такая концепция для музыки или нет. И в результате вот это методологические основания, я вот здесь изложенные в учебном пособии, вам предложу. А что касается музыки, вот конкретно, вы уже сами сделаете какие-то определенные выводы. Ну, почему я начинаю с арктической тематики, это понятно.
потому что я работаю в практическом институте. Но я думаю, что это поверхностное такое определение. Мы все занимаемся вопросом художественного образования в конкретном регионе. И находимся в таком состоянии и живем в такую эпоху, когда многое, взятое нами из предшествующей эпохи просветительства, как являющейся базой, конечно, как бы зациклились на этом месте и пытаемся вот апробированное доводить до сознания обучающихся, студентов, школьников, и ждем какого-то результата, который вроде бы не получается, этот результат. Естественно, есть одаренные личности, которые выходят с помощью педагогов или вопреки иногда бывает педагогам, становятся музыкантами, там, педагогами от природы и так далее. Но происходит ли какое-то изменение нашего сознания в плане овладевания современной культурой и рождения человека-творца, человека творческого в любых направлениях, во всех? Я думаю, что смысл художественного образования как раз заключается в этом. Ну, для специалистов это, понятно, узкая специализация, хотя музыку узкой назвать, конечно, нельзя, но это вам понятно, что такое профильное образование. А вот как быть с общеобразовательной массой, которая должна все-таки открыть горизонты существования в мире? Ведь мы забываем одну самую важную вещь, корневую. То, что искусство связывает человека с природой. И не просто связывает, а что искусство рождено во взаимосвязи, в единстве и борьбе человека с природой, как вся культура, в контексте культуры. Поэтому, когда мы уводим слушателей, студентов и так далее в высокие материи игры в бисер, это одно. Это для избранных все-таки, для элиты, которая занимается этим, скажем, там, генетически заложено и так далее, занимается этим специально. Но когда мы говорим о музыке, о театре, о живописи, с человеком другой профессии или со школьниками, то тогда необходимо, мне кажется, разбудить в сознании слушателя понимание или хотя бы толчок к этому осмыслению того, что искусство есть сознание человеческое. Что вот то, что мы называем картина мира, это же не является таким собирательным. Вот мы изучаем искусство, бац, мы поняли, какая картина мира. Если брать исторический и бросить взгляд в доисторию, то мы с вами придем к мистическому ритуалу, который есть корень жизни человеческой, в котором связано все, и трудовая деятельность, и инстинкт размножения, инстинкт самосохранения, и связь с духовным, если анимистический период взять, с духами, и, естественно, с трудовой деятельностью. Все это связано в единый узел, но даже узел это неправильно, это вот как раз корневая система, благодаря которой человечество укоренилось на этой планете и кроной своей возвышается к небесам. И здесь в синкретическом состоянии мы находим все виды искусства. И поэтому, когда мы рассматриваем древнее доисторическое искусство, предположим, изобразительное, и видим, что это есть не просто искусство в современном понимании, это немыслимо, чтобы у человека в доисторической эпохе были некие эстетические потребности, и он мечтал бы украсить ландшафт, в котором он там убивает мамонта или еще кого-то. Понятно, что это ритуальные изображения, связанные с каким-то именно мистическим ритуалом, с приношением жертвы духом этих животных изображенных, и что вот эти символы несут в себе глубочайший сакральный этический смысл. Ну, слово «этический» я беру из поздних эпох и переношу туда в смысле понимания добра и зла, в плане выживания жизни и смерти. И оказывается, чем внимательнее мы смотрим в этот ритуал, я не случайно вспомнила Германа Гесса «Игру в бисер». Вы помните, какие там идут в приложении 3 новеллы, которые
одна из которых «Заклинатель дождя», дает вот эту модель возникновения ритуала, становивший крушение мира. Но обычный звездопад, ритуал хлопания ритмической в ладоши и значит, определенные ритмические пластические движения и некое выговаривание приводит массу в единое состояние, состояние транса, и успокоенные люди, значит, возвращаются в состояние нормальное. Вот эта модель, по всей видимости, того, что происходило в древнем ритуале, и мы видим, что все искусства, начиная с любого, и музыка, и слово, поэтическое искусство, и театральное, и хореография, все это изобразительное, все это связано как раз в этой корневой системе. И мало того, символ этического значения потом становится художественной формой, и символ этического значения становится началом развития вот так, абстрактного мышления. То есть мы связываем искусство с мыслью, поскольку мышление всегда образно. И когда мы развиваем учащихся с этой точки зрения, развиваем их образное мышление, их художественные способности, мы в принципе развиваем их интеллектуальные способности. И не просто интеллектуальные, а вот как раз гуманистические интеллектуальные в связи с природой. Если же мы их учим в плане усвоения хрестоматии, без увязывания с генетическим вот таким ощущением себя внутри искусства, своего сознания внутри искусства, то успех, значит, сомнителен. И вот в этом смысле наш арктический институт вырабатывает определенные научные концепции, то есть формулирует свои устремления. И одной из формулировок это арктическая доминанта, что мы называем. Мы говорим пока, что это специфика нашего вуза, но я убеждена, что это специфика любого обучающего учреждения, находящегося здесь. Это вот художественное образование. Две доминанты бывает или нет, я не знаю, но во всяком случае, когда, да, вот, тогда это и есть, потому что я почему осмелилась сказать в этой аудитории вторая доминанта, потому что Марк Моисеевич Берлянчик, когда послушал об арктической доминанте, ему это очень понравилось, он сказал: но вы не забывайте о второй доминанте, о художественной, потому что это не только арктический институт, но институт культуры и искусств. И вот в этих двух направлениях у нас развивается наша научная мысль в институте. И что касается арктической доминанты, мы имеем в виду таких три, что ли, направления. Первое – это сами предметы, дающие информацию накопленных знаний о культуре нашего региона. Мы будем условно называть его арктическим. Зона вечной мерзлоты, мне слово «зона» не очень нравится. В общем, арктическое, это как-то красиво звучит. И, в принципе, по одному из определений мы все-таки входим в Арктику, вплоть до Южной Якутии, то есть там, где начинается вечная мерзлота. Значит, информация всего о предмете. Вторая составляющая – это изучение методологий, мировых методологий, изучение культуры и искусства, для того, чтобы в этом контексте избрать наиболее рациональную для нашего региона и вписать эту культуру в мировой контекст. Для этого в Арктическом институте или в любом художественном вузе, конечно, должен быть такой неограниченный учебный план, очень сложный, и уровни разные, и на фоне только и при усвоении мировой культуры можно идентифицировать культуру региональную. И вот эта идентификация является главным, значит, в плане теоретическом. И практически третья составляющая – это мы должны выпустить не только исполнителей, значит, в различных сферах искусства, художников, музыкантов, актеров, но деятелей культуры, вот как здесь у нас очень многое перекликается с Виктором Даниловичем, деятелей культуры, способных прогнозировать и
даже не прогнозировать, а проектировать жизнь в Арктике, в нашем регионе. То есть для чего нужна философия? Ну, это элементарные вещи: философии, искусство, науки, для того, чтобы управлять будущим. Мне очень понравилось определение Александра Ивановича Субетта об интеллекте, то есть интеллекта. Он определил его, так сформулировал, как способность управлять будущим. Коротко и ясно: человек – существо интеллектуальное, способно управлять будущим. Что такое интеллектуальное, если вернуться? Это человек, обладающий способностью образного мышления. Ну, способность – это, конечно, не формулировка, но понятно, о чем я говорю. То есть, если он чувствует себя свободным в плане искусств и представляет их себе адекватно тому, что представляют собой искусства, тогда он властелин. Он творит в той системе, которая абсолютно его связывает со временем и пространством, в котором он живет. Так вот, для того, чтобы, мне кажется, адекватно воспринимать то, что преподается на уровне СУЗов и вузов профильных, нужно восполнить одну промежуточную, такой промежуточный этап, что ли, эпоху, нет, промежуток вот образования, который называется «введение в искусство». В плане театральном я представляю себе так, что если система изучения языков искусств на уровне введений в искусство принята школой, а такая школа в селе уже есть, в селе Тымпы, которая с нами работает уже 4-й год, они ввели в учебный план наши программы, то получается, что, значит, вот если брать театр в контексте этих предметов, скажем, в 5 классе изучается театральное искусство, они постигают его как, постигают общие инварианты этого искусства. То есть начинающий человек или человек вообще, который ходит в театр, или ребенок, который учится, или любой человек, должен про театр понимать что? Что в театре в пустом пространстве происходят некие превращения пространственно-временные. Благодаря искусству актера зритель попадает в среду, в определенное иное пространство и определенное иное время и начинает в воображении играть в эту игру. Первая, значит, группа инвариантов. Вторая – это то, что зритель является в театре составной частью зрелища, потому что зрелище по определению происходит сиюминутно сейчас при стечении обстоятельств. Это очень существенная вещь, потому что образ театральный возникает при знакомых посылах в аудиторию и в ответной реакции, сопереживании. И тогда возникает вот это какое-то некое идеальное духовное пространство, в котором происходит сотворчество. Играют актеры, выдают какую-то игру, и публика с удовольствием играет по предложенным правилам. Еще должен знать ученик, что театральное искусство – это вот соединение драматургии, то есть некоего действия. Всегда в театре что-то должно происходить. Если даже это какое-нибудь авангардистское произведение, как у, значит, Антонина Арто открывается занавес, через 50 секунд закрывается, это спектакль, но там нечто произошло. Значит, действие, драматургия в плане театральном. Затем сценическое воплощение, то есть приемы, которые использует режиссер и актеры для того, чтобы это разыграть. И третье – публика, которой понятны эти знаки, сигналы, и значит, она в этот момент сиюминутно это значит, воспринимает и помогает воссоздать. Вот эти моменты, если ребенок усвоил, он уже полюбит театр. А как он это может усвоить? По программе строится в плане совместного творчества. Преподаватель занимается тем, что сначала выбирает пьесу. Да? Выбирая пьесу, он говорит о драматургии, о действии. О выборе актеров, кто будет играть, он говорит об актерском искусстве.
Происходит следующий этап — постановка. Значит, есть репетиции, в которых в классе ставится этот спектакль. По ходу постановки понимают учащиеся, что такое сценография, что такое звукорежиссура, как нужно оформить афишу и так далее. И вот в течение года он, возможно, с дополнительными студийными занятиями выстраивает произведение крупной формы. И каждый учащийся в школе, в классе, должен использовать свои умения, то есть учитель должен понять, как влить все творческие способности этого ученика в данный процесс. Если у него нет голоса или он пластически не способен, но, быть может, он способен дизайн зрительного зала предложить, как превратить класс в дизайн и так далее. То есть вот по такой системе мы разрабатываем программы школьные, а методологические основания как раз вот изложены в учебном пособии «Специфика художественной формы в различных видах искусства», которое строится вот на таких началах, на началах изучения формы. Если бросить взгляд из сегодняшнего дня в доисторию, как мы вот попытались сделать, то мы с вами увидим, что вот это древо человеческой духовности, что есть сознание, искусство, философия, религия, наука, все оттуда, по культурологическим эпохам, наилучшим образом, на мой взгляд, изложенным Бердяевым, которого сегодня уже упоминали, провести по этим эпохам анимистическое, затем политеистическое. Мы увидим с вами языческий театр с его сакральным значением, с карнавалами в честь бога Диониса, с состязаниями поэтов, с жертвоприношением, огромный амфитеатр, в котором обязаны быть все. То есть мы видим театр-ритуал, который не является зрелищем «хочу, не хочу, приду или не приду». Это совершенно другое мировоззрение. И вот этот жертвенник Фемела, который находился всегда на оркестре, а затем его заменил храм Диониса недалеко от театра, от амфитеатра, говорит о том, что это действо ритуальное, сакральное и не вызывает ни у кого сомнений. В монотеистическую эпоху, которая приходит на смену, мы все видим, как эта театральная форма трансформируется в средневековый театр с его сюжетами. Вместо мифологических сюжетов мы видим библейские сюжеты, видим полулитургическую драму, литургическую на паперти с ее мираклями, и видим мистерии на ярмарочных площадях, и развитие машинерии, вливание всех масс людей, зрителей в театральное действо и так далее. Затем мы переходим с вами в эпоху ренессансную эпоху, которую Бердяев исторический ренессанс он считает вплоть до 20 века длящимся, где мы видим человека в трехмерном пространстве, трехмерного человека, который вводит театр на площади, где возникает героика, драматургия, определившая вплоть до 20 века развитие мирового театра. И таким образом мы приходим к театру, наконец, 20 века, который вот вышел из-под религиозной опеки как бы. И если человек раньше находился внутри театра, начиная от ритуала, не осознавая этого, так же, как внутри музыки, поэзии и так далее, то в 20 веке происходит качественно иная картина. То есть, выйдя из опеки религии, из-под лона церкви, искусство театральное как бы разрывает все узы со всеми нравственными системами, но в то же время остается, как ни парадоксально, мерилом нравственности. Все-таки театр – это всегда вопрос этики через эстетику, да? Что такое хорошо, что такое плохо. И театр 20 века поражает нас таким разнообразием и такой пестротой и движением от абсурда до психодрамы. Это движение какое-то
ну, это какой-то колоссальный винегрет, если так разобраться. Абсурд безбожия все-таки ведет к каким-то поискам и в 20 веке, так же, как в творчестве, наверное, в изобразительном у Пикассо, который проходит все стадии в своем творчестве, все стадии развития изобразительного искусства, от наскальных изображений до там, кубизма, авангардизма, других направлений, точно так же и театр представляет собой прохождение всего с азов. И причем какое-то, я вижу, ретроспективное движение. Сначала от всего отказаться и сделать самый, что ни на есть, невероятный театр, невозможный, какого никогда не было. И затем, проходя, снова возвращаясь к формам, уже отработавшим, что ли, свое, или уже существовавшим в ранней эпохе, это как масочный театр дель арте, это снова возвращение к мистериям, это возвращение к шаманскому театру. Вот во Франции, в Париже есть театр шамана. Я думаю, что с музыкой происходит примерно то же самое. И в конце концов, в конце 20 века мы видим гениального Питера Брука, который ставит многочасовую Махабхарату. И это не единственный режиссер, который обращается к такой форме. Мы видим болгарский театр Сфуматта, который ставит апокрифические, библейские, Евангелие апокрифическое, спектакль по апокрифам. Затем в контексте вот этого движения мы видим развитие театра Саха. Я сейчас включаю его в контекст российского театра и в контекст мирового театра. И мы видим, что на развитии, на движении историческом Саха-театра мы увидим примерно все что отражает, то есть история отражает вот это мировое движение. И когда мы прошли подробно по эпохам культурологическим, и когда мы просмотрели изменения инвариантов, как меняются театральные инварианты от эпохи к эпохе, и мы поняли, что такое классический театр язычества, что такое религиозный театр Средневековья и так далее, мы можем идентифицировать. И моей темой является как раз идентификация театра Алан Хо, и я его идентифицирую, ну, в смысле наш коллектив, которым я руковожу, с классическим театром, который основан на языческой культуре. Я думаю, что этот путь правильный, но я не говорю, что это вот истина в последней инстанции. Но то, что театр Алан Хо это по всем своим параметрам, по своим, значит, по тем инвариантам, которые представлены в театре Алан Хо, является театром, основанным на языческой культуре, а этот театр является классическим, в этом, конечно, сомнений у меня, во всяком случае, нет. И здесь есть еще один нюанс. Вот идентификация явлений искусства регионального, она может проходить только на базе вот этих двух явлений. Во-первых, широкого знания мировой культуры, то, чем все очень здорово занимаются, особенно ваше училище. Я присутствовала на некоторых мероприятиях, я видела ваших студентов и считаю, что вы очень достойно этим занимаетесь. Знание традиционной культуры, той культуры, которая связывает нас с общечеловеческими корнями развития сознания человеческого. Вот это, мне кажется, ну, тогда на конкурсе я этого не увидела. Вот стремление изучать региональную культуру именно на общечеловеческом уровне, а не то, что вот конкретное вот учить петь, значит, традиционно, это все тоже нужно. Но я-то сейчас говорю о другом. О том, чтобы у человека, живущего здесь, было слияние с общечеловеческими корнями, чтобы он понимал, что он, откуда он и почему он существует, смысл его существования. Это все-таки лежит все в мистическом первобытном ритуале, который имеет, ну, в трансформированном виде в Якутии как раз более чем где-либо сохранился и в календарных праздниках, и в искусстве, и в традиционном. И вот на базе этих двух начал может происходить идентификация явлений сегодняшней культуры. Я думаю, настал тот период, когда
все накопленное, прекрасные работы во всех направлениях есть, особенно по музыке, связанные и с Солонхо, и с деятельностью Гранта Григоряна, и с деятельностью первых просветителей музыкальных, и первых спектаклей музыкальных. Все это должно быть изучено и спроецировано на эту вот динамическую шкалу. Не то, что вот у нас есть такое искусство, а что мы, люди такого искусства, идем туда-то. Вот это мое пожелание. И, ну, вернее, как пожелание, это я хочу поделиться с вами вот этими размышлениями. И когда я обозначила в начале тему по театру, я не думала, что это военная хитрость. Я думала, что действительно это будет, ну, в контексте музыкальных там тем, это, ну, может быть, впишется. То потом, уже вчера я подумала, что когда еще придется поговорить с преподавателями музыкального училища, когда еще можно будет с ними поделиться тем, что наболело. Вот мы сейчас наболело, это самое главное, это создание программы по введению в музыкальное искусство. И идея этой программы есть. И нет профессионалов, музыкантов, которые проникнутся этой идеей или, проникнувшись этой идеей, воспримут наши, может быть, на первый взгляд бредовые идеи. На самом деле, я вас уверяю, это здравые идеи. И мы вместе создадим для общеобразовательных школ или для широкого круга интересующихся программы по музыкальному языку. Тогда мы сможем воспитать достойного слушателя. Мы по театру мечтаем достойного зрителя, который придет уже ожидая чего-то конкретного от этого искусства. То есть придет смотреть игру или слушать музыку, которая не обязательно нуждается в академическом образовании каждого слушателя. Ведь здесь идея нашей программы состоит в том, чтобы человек ощутил, каждый человек ощутил то, что он является существом музыкальным, рожденным благодаря и в атмосфере ритмов, звуковой картины мира и интонационной, идущей от человеческой речи, то есть от мыслей. И когда каждый человек, который никогда ни одной клавиши не нажал на фортепиано или не брал в руки инструмента, будет понимать, что он существо музыкальное, и что всякое становление в художественном музыкальном произведении – это становление мысли, духа, идеи, перед ним сразу откроются все двери концертных залов. То есть он не будет думать, ну я ничего в скрипке не понимаю. Я существо музыкальное, говорит человек, и идет слушать любую музыку. И находит там для себя нечто, что не всякий педагог сможет ему вложить вот в такой устной дидактической форме. Вот это мечта нашего маленького коллектива научно-методической лаборатории АДИКИ. Вот с этим я закончу свое выступление и хочу подарить две книжки. Есть промежуточная, но она есть у двух людей в этой аудитории. «Методология теории к практике» у Любови Васильевны и у Ирины Альбиновны. Вот здесь для ученых, да, методологические основы, так, ну, для теоретиков. Для методистов вот промежуточная книжка, которую я потом принесу, если найду, или вы попросите у Любови Васильевны посмотреть. А третья – это, ну, более популярная книжка, это статьи об искусстве, которые я написала, опираясь на вот эту методологию. Вообще это феноменологическое исследование, я считаю. Здесь вот в аннотации есть одна ошибка, которую я прошу вас, кому в руки попадет, читать прямо наоборот. Я написала, что книга рекомендована всем изучающим студентам и для широкого круга, интересующихся искусством. А здесь какой-то мой доброжелатель, видимо, написал для узкого круга специалистов. А первая статья о Майе Ивановне Ивановой. Я подумала, это газетная статья, здесь две, по-моему, газетные статьи, остальные все из журнала «Полярная звезда». И я подумала, что если люди почитают, что это только для узкого круга специалистов, то они, конечно, обо мне сделают соответствующие выводы. Но поэтому вот прошу простить и те опечатки, которые все-таки просмотрели, и подарить это вашему методическому кабинету. У вас кафедра или кабинет? Я даже не знаю. Вот.
Вот это вам. Все, спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. У меня вопрос есть. Да, пожалуйста. Якутская наша культура, Да. языческая или тенгрианская, или вообще Вот когда, вообще вы знаете, серьезно сделали свою культуру. я думаю, Так что... нельзя говорить языческая. Языческая это противоставите православной. Ага, нет, вере. я сейчас объясню. Я говорю, корни, идущие из языческой, так, формируют классическое искусство любой культуры. Есть просто народы, которые не подняли ее на уровень эстетического осмысления и на уровень искусства. Вот, скажем, в Японии есть классический театр, но есть... Это идет от языческого, на основах синтоизма. Я не то, что это вот такое древнее первобытное. Наоборот, я хочу сказать, что это корни классические, но это, конечно, современный евразийский театр, если даже взять коробку сцены. И вообще 20 век не может давать чисто тенгрианского, там, чисто языческого, даже православного и так далее. Это уже быть не может. Это конгломерат целый, но корни для классического искусства, то, что они связаны с языческой культурой, это поднимает на уровень определенного культурного созревания нации. И вот то, что... Ну, это моя концепция, можете не соглашаться, конечно, да, я ее не навязываю. Да. А сегодня современное искусство представляет собой, конечно, синтез различных моментов. Но то, что у нас есть... Вот еще какой момент, может быть, вы это... Вот это не совсем правильно я выразилась. Что не в целом Саха-театр представляет собой языческий театр Аланхо. Нет. Театр Аланхо, классический театр Аланхо, построен на языческой. Кроме этого, есть современный лироэпический театр Саха-театра, который является современным евразийским театром. Скажем, в Туве, в Алтае горном, центральноазиатских бывших республиках у них нет классического национального театра. Они к этому сейчас очень стремятся, но у них есть все эти направления. Вот если я... Точно, вот сейчас я выразилась точно. Если вы не соглашаетесь, значит, это ваше право по-другому смотреть на эти процессы. Спасибо большое. Большое спасибо, Валентина Александровна. Мурат Аджи не читали? Кого? Мурат Аджи. Мурат Аджи, вы знаете, не читала. Вот зря, конечно. Нет, я очень много чего не читаю. Ну, ваша беседа приобретает кулуарный характер, я так понимаю, да? Вы, наверное, в другом месте пообщаетесь. Я объявляю следующего докладчика: авангардные художественные течения XX века в курсе истории мировой культуры. Что с ним сделать? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Моя тема – авангардные художественные течения в курсе истории мировой культуры. Мы начинаем изучать со студентами культуру XX века на 3-м курсе. И ей посвящены 6 часов учебного времени. Тема одна из сложных, хотя бы тем, что наши студенты все-таки привыкли видеть действительно трехмерного человека в трехмерном мире. И когда мы с чего начинаем? Мы начинаем мы просто смотрим эти произведения. И реакция очень разная. От веселого смеха, что чаще всего бывает, до заявлений, что мы такие же Малевичи и Кандинские, мы ничуть не хуже, мы такие же гениальные, и мы запросто вам все это сейчас, Ирина Альбиновна, нарисуем. Дайте нам только день времени, и все, мы завтра же придем и принесем. И, конечно же, самая сложная проблема – это не классифицировать художественные направления, не объяснить, сколько их было, какие они были, а самое сложное – это объяснить им причины возникновения авангарда и его особенности, и новые выразительные средства как способ передачи нового мироощущения XX века. Мы обычно начинаем со знакомства с разными направлениями. Если вы хотите, я вам напомню, какие были направления, когда они возникли и как они назывались. Обычно принято делить 20 век на 3 больших периода. Первый период – это довоенные годы. Это время тревоги и смутных предчувствий. И именно оно отмечено поисками новых выразительных средств. Это время становления авангарда.
Первое направление, которое возникает, фавизм, направление французское, во главе которого стоит замечательный художник Анри Матисс. Фавизм от французского слова «фове» – «дикие». И вот он создает совершенно новый стиль жизни, отличающийся буйством красок, за которых, в общем-то, их и назвали дикими, за эти страшные дикие цвета, которые резонировали, видимо, в глазу у зрителя, и очень смелыми искажениями реальности. Но художники-фависты еще не отрицали реальность, а хотели как можно полнее только передать эмоции, вызываемые этой реальностью. Уже через 2 года, в 1907 году, Пабло Пикассо пишет своих знаменитых авиньонских девиц. И это уже начало кубизма. Кубизм – это искусство, которое разрушает позитивистское зеркало XIX века и показывает уже разбитое зеркало XX века, в котором можно разглядеть одновременно с разных сторон и в разных ракурсах и сдвинутых масштабах уже иную реальность, трудно воспринимаемую, и, может быть, это даже и не разбитое зеркало, а уже и зазеркалье. Вслед за фавизмом начинается целая плеяда различных направлений. Это и экспрессионизм, экспрессионисты, объединившиеся в 2 направления, мост и синий всадник, и первые абстракции Кандинского, и супрематическая теория Малевича. Здесь же возникает парад знаменитых футуристов, которые отрицают все, что было до них, и провозглашают только новое, чистое и будущее искусство. Второй период – это Первая мировая война и послевоенные годы. Дадаизм, течение, которое возникает в Цюрихе, в тихой горной Швейцарии, которая не участвует ни в каких мировых войнах. И вслед за дадаизмом возникает еще одно направление – сюрреализм. Декларация сюрреализма Бретона провозглашает источником искусства сферу подсознания. Чаще всего с сюрреализмом связывают имя Сальвадора Дали. Ну, видимо, как самого, ну, вернее, как художника, который более близок к массовому искусству. Хотя родоначальники сюрреализма – это и Анри Бретон, и Эрнст, и Массон, и Джорджи, и Миро, более глубокие, более сложные художники, и, к сожалению, о них мало знают. Ну и, наконец, третий этап, третий период – постмодернизм, концептуальное искусство, поп-арт, мобили, оп-арт, хэппининг, перформанс. Эти направления возникли уже после Второй мировой войны, и главными ценностями они объявляют свободу во всем, спонтанность и игровое начало. Постмодерн нацелен больше не на созидание, а на деконструкцию, на разрушение прежней структуры интеллектуальной практики и культуры вообще. И для него характерно достаточно агрессивное отношение к прошлому и классике. Это, по сути, норма для культуры постмодерна. Но если все-таки говорить о причинах авангарда, почему он такой, то, конечно же, нужно объяснять студентам о том, что произошло в начале XX века, что изменило жизнь людей. И очень хорошо об этом сказал Лев Семенович Выгодский в своей книге «Психология искусства». Он сказал: искусство есть величайшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе. Это способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни. И вот для многих этот процесс уравновешивания может быть реализован именно с помощью искусства сложного и болезненного, какой по сути была сама действительность этого времени. Но вот какова же была действительность, которая рождала это новое искусство? Конечно же, это был прежде всего скачок в развитии науки и техники. Можно много перечислять, я беру самые такие основные и главные, на мой взгляд, открытия этого времени. 1898 год, конец XIX века. Пьер и Мария Кюри открывают радий и радиоактивность. 900 год. Зигмунд Фрейд публикует свое толкование сновидений. Эйнштейн, 905 год, создает теорию относительности. Маркони изобретает беспроволочный телеграф, который напрямую связывает Европу и Америку.
Изобретение телефона Беллом, радиоприемника Поповым объединяет мир на совершенно ином уровне. И первый полет братьев Райт положил начало эпохи авиации. 1995 год братья Люмьер открывают эру кинематографии. Вот вследствие этих открытий техническое господство над пространством, временем и материей выросло беспредельно. Но одновременно возникли и новые способы преодоления времени и пространства. И вот новая техника с ее скоростями, космическими средствами связи способствует тому, что человек может больше вместить космического времени в меньший отрезок времени житейского. Он может сейчас уже приблизить мгновенно к себе любую точку планеты. Вселенная одновременно как бы расширяется и в то же время сужается. И вот мир качественно меняется. Вот эти новые ощущения пространства и времени, они, конечно же, рождали новые формы в искусстве. Так, например, переворот в сознании художника Кандинского, то есть отказ от сюжетности предметной живописи и стремление к абстракционизму, вызывает научное открытие о разложении атома. Кандинский писал: «Оно отозвалось во мне, подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули толстые своды, все стало неверным, шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень поднялся в воздух и растворился в нем. Наука казалась мне уничтоженной. Ее главнейшая основа была только заблуждением, ошибкой ученых, на ощупь искавших истину, в слепоте своей принимавших один предмет за другой». И вот после отказа от конкретного предметного мышления мастер отрекается от материализма и обращается к идеализму с его приматом духовного над физическим. Кандинский говорил, что его цель – это превращение материальной плоскости в иллюзорное духовное пространство, изображение потаенной сути вещей, невидимых глазом. Вот там представлена под черным квадратом композиция номер 7 Василия Кандинского. Она представляет собой, по мнению самого же автора, чистейший хор формально-красочных связей, врывающихся в душу из природы. Художник практически прерывает связь с реальным миром, и насыщенные цветовые пятна заполняют пространство холста. Они то свободно клубятся, подобно облакам, то жестко обведены контуром в стиле ар-нуво, и пульсирующее светоцветовое марево, оно рождает новую динамику композиционного ритма. Вот наши студенты, несмотря на то, что они еще, может быть, и не понимают в начале это искусство и не знают, они очень тонко чувствуют. Они у нас все-таки очень художественные люди и творческие люди. И они мне пишут работы, в которых рассказывают о своих ощущениях от этой картины. Я фамилии называть не буду, просто зачитаю фрагменты. В композиции Кандинского использованы яркие тона, хотя мажорного окраса в картине нет. Глядя на нее, возникает такое ощущение, как будто земной шар катился вниз и разбился, а затем его осколки собрали. Если говорить о музыке, то можно сказать, что это какая-нибудь симфония, состоящая из огромного оркестра, где главная тема переходит от одного инструмента к другому. Тональность не одна, постоянно происходит отклонение, звучат секундовые аккорды. Это произведение не заканчивается на тонике, так как в композиции номер 7 точки нет. Или другое еще. Так, это дирижерско-хоровое отделение. Так, вот еще одно письмо дирижерско-хорового отделения. Быстрый темп, непрерывность движения, сочетание приятной гармонии с диссонансами, иногда очень резкие смены настроений. Меня поражает, это фортепианное отделение, меня поражает одна мысль. Может быть, автор хотел сказать о свободе и яркости мысли, которую хотят зажать в тиски, в явный лозунг этой картины – свобода мысли и действия. А может быть, это хаос мысли человечества. И в центре взгляд из глубины на все это. Взгляд растерянный, будто смотрит удивленный ребенок. И вот они очень четко, очень тонко чувствуют, что в этой картине рождение нового мира и борьба черного и белого,
борьба света и тьмы, потому что для Кандинского белый цвет – это развитие и преображение, а черный цвет это смерть. Есть еще одна картина, которая так очень наглядно демонстрирует изменения в восприятии пространства и времени XX века. Это картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Мы видим три мягких, как будто бы плавящихся циферблата. Она очень известная, эта картина. Да? Показывают разное время, циферблаты часов. Они помещены в безлюдный и безвоздушный пейзаж. И рядом с мягкими тающими часами Дали изображает твердые карманные часы, покрытые муравьями. В знак того, что время может двигаться по-разному, либо плавно течь, либо очень быстро бежать, разъедаться коррупцией, которая, по мнению Дали, означала разложение, символизирующее суету муравьев. И большинство искусствоведов считает, что эта картина Дали возникла из впечатления от теории относительности Эйнштейна. В XX веке изменилось мировосприятие, мироощущение, духовно-нравственные установки. Атеистическое мировоззрение впервые начинает играть роль именно в эти годы. И, конечно же, революции и мировые войны стали для Европы подлинным потрясением. Первый такой серьезный удар по оптимистическому настроению нанесло использование ядовитых газов, самолетов и танков во время Первой мировой войны. Но подлинным потрясением, конечно же, становится применение ядерного оружия. И вот художники, они самыми первыми почувствовали грядущие перемены и трагичность наступающего периода. И выражали эту трагичность каждый по-своему. Казимир Малевич, известнейший художник, которого чаще всего мы воспринимаем по черному квадрату. Но, наверное, самым значительным и творческим философским прорывом Малевича стали великолепные и грозные, опасные в своем молчании фигуры крестьян. Эти крестьяне без лиц, без глаз, кажутся манекенами с овалами вместо голов, как деревянные марионетки. И многие зарубежных исследователей считают, что это представлены оболваненные, безглазые и безгласные обитатели тоталитарного социалистического рая. Трагизм и отчаяние исходит от этих фигур, и вот Малевич пишет эти работы в конце 20-х годов. То есть коллективизация, она еще только будет начинаться, а он уже первым это почувствовал. Он пишет эти работы, когда приезжает из Германии, подышав там совершенно другим воздухом. И посидев в тюрьме уже в Советском Союзе, и вот, правда, немного, но тем не менее этого ему хватило. И еще одна работа, Эдвард Мунк, «Крик», норвежский художник, пишет ее в 1893 году, за 14 лет до начала Первой мировой войны. Человек, стоящий на мосту, зажав уши, кричит в смертельном ужасе и отчаянии. Линии пейзажа, подобно импульсам, ритмично распространяются от человеческой фигуры и создают впечатление особой ауры. Здесь мы видим и надрыв, и страх, и ужас перед непознанным и неведомым, и крик человечеству, возможно, крик никуда, помогите, спасите. Может быть, он кричит что-то еще. И модернизм в целом, вот это понимание современного художника мира, оно преломлялось, конечно же, через духовные искания, которые свойственны каждому крупному мастеру, каждой крупной личности. Художники не могли быть простыми иллюстраторами происходящих событий. Они чаще всего создавали образы ассоциативные, которые вели разговор со зрителем на языке метафор. И напоследок я хочу прочитать вам еще две работы, где наши студенты тоже пытаются изъясняться на языке метафор и образов. Они посвящены черному квадрату Малевичу, знаменитому лозунгу, ну или можно сказать знамени абстракционизма. Мальчики, два мальчика мне написали. Это темная, страшная и бессмысленная ночь после поражения сборной России от Бразилии 1 марта 2006 года. Да, это Слепцов Алеша. Еще один мальчик. Черный квадрат.
На самом деле удивительная картина, и превосходство ее в том, что она показывает каждому смотрящему на нас, что он хочет увидеть. Она не врет, в ней нет ничего лишнего. Религиозный подтекст ее в истинной религии в том, что истина одна, нет добра и зла, есть великая справедливость. Начало и конец, как сказал Иисус. И в зависимости от настроения зрителя он удовлетворяет каждого. Особенно справедливо выражение автора. Это конец живописи, это его финал. К сожалению, не у всех хватает смелости признать увиденное в этой картине как отражение самого себя. Нет. Ильдеркин Илья. Все. Спасибо большое. Вопросы есть к Ирине Альбиновне, коллеги? Если нет вопросов, я представляю вам следующего докладчика. Борис Николаевич Козловский, преподавание предмета «Современная музыка» в СУЗе. Добрый день, коллеги. Я раскладываю здесь бумаги. Да, как ни странно, я буду читать. Но не свое выступление, я буду читать документы, потому что документ должен быть точным. Сведений здесь еще много, я не вижу, нужно запоминать. А документ этот называется просто. Это программа преподавания современной музыки. Мне необходимо будет познакомить вас с ним тогда, когда речь зайдет о конкретном содержании того, с чем сталкиваются, что узнают, вынуждены узнать или, к счастью, могут узнать наши студенты. Ну а теперь, когда эти многочисленные бумаги разложены, можно начинать. С одной стороны, современная музыка у нас в нашем колледже, тогда еще училище, ведется относительно давно, может быть, лет 15, с другой стороны, недавно. Как таковой предмет под таким названием «современная музыка» действительно преподается лишь лет 7. В начале его, если память не изменяет, вел наш уважаемый коллега Кирилл Герасимов месяц или два, а потом то ли трудно было совмещать свою работу с преподаванием, то ли он обнаружил, что как-то мучительно трудно преподавать, он оставил деятельность. Потом мы заменил другой уважаемый коллега Валерий Шадрин, его хватило тоже на месяц-два, ну и затем попросили заняться этим меня. Предмет, который называется «современная музыка», ведется только у студентов теоретического отделения. Вот с тех пор я его и веду. Но дело в том, что современная музыка как таковая вообще-то находится не только в поле предмета с таким названием. Она является основной частью курса зарубежной музыкальной литературы как у студентов, собственно, теоретиков, так и у исполнителей. И одновременно она является частью курса русский, оно теперь называется «Отечественная музыкальная литература». Сегодняшнее положение современной музыки в умах музыкального сообщества, а тем более не музыкальное, можно было бы, пусть и не точно, определить словами: жизнь замечательна и прекрасна без современной музыки. Большая часть музыкантов, исполнителей, и не только исполнителей, современную музыку не знает, и не любит, и боится. Вот, если возможность ее не исполнять, о ней не говорить, с ней не знакомить, будет все замечательно. Само существование отравляет жизнь музыкантов в России. Это связано не только с нашей инертностью, хотя здесь уместно вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина о нас, об интеллигентах, о людях искусства, о том, что мы ленивы и нелюбопытны. Мы в большой мере ленивы и нелюбопытны до сих пор. И это касается современного искусства вообще, современной музыки в частности. Более того, именно музыки, на мой взгляд, в наибольшей степени. Потому что мы с вами уже не только как производители искусства, либо создатели тех, кто будет производить будущих музыкантов, но и как потребители. Мы потребляем современную литературу, мы потребляем современный театр, кинематограф, телевидение, мы потребляем даже современное изобразительное искусство, и мы почти не потребляем современную музыку. Во-первых, потому что она редко звучит, это, в общем-то, российская ситуация. Во-вторых, потому что, когда она появляется, мы интуитивно, при возможности, ее избегаем. Одно дело слушать приятного, знакомого Рахманинова, Бетховена, ну пусть даже уже более привычного Прокофьева, или еще лучше, скажем, Гайдна, Себастьяна Баха.
Вот. И вдруг какого-то Шнитке, Денисова, Мессиана или Стахаузена. Что это такое? Все это непонятное. Когда я еще был студентом нашего училища, меня удивляло, когда меня обучали музыкальной литературе, а почему, собственно, все Равелем заканчивается? Но ведь он же в 1937 году умер, неужели потом не было достойных музыкантов? А ведь прошло уже почти что век. Все никак не могут это понять. Конечно, ситуация с современной музыкой вызвана особой российской историей 20 века, нашей культурной, нашей политической изоляцией, нашей идеологией. Вот. И потому посему до конца 60-х современная музыка действительно кончалась в умах наших музыкантов Равелем. Я говорю о широких музыкальных массах, я не говорю о тех, кто тайно, подпольно знакомился, изучал и так далее. Справедливости ради надо признать, что даже в старинных программах, старинных начала 70-х годов, была такая смелая выходка создателей. Как она прошла мимо цензуры, не могу понять до сих пор. Значит, там все-таки было несколько современных тем. Правда, они ограничились в основном творчеством, как выражались тогда, композиторов социалистического лагеря. Вот. Но там же нечаянно оказался Гершвин, там же оказался даже Бриттон и кто-то еще, вроде Нигера. Значит, дальше смелость не пошла. То же касалось и современной составляющей программы по русской музыкальной литературе. Там, как ни странно, были даже Пиарт, Ряец, там был Гробовский. Сейчас трудно себе представить, что это было. Но самое интересное, этого никто не изучал. Причин, опять же, было несколько. Первое, хотят изучать студенты или хотят преподавать преподаватели. Нечего было изучать. Не было материальных носителей. В большинстве училищ и в некоторых консерваториях не было текстов, не было записей. Вот поэтому тогда, когда те, кто был озабочен, как же так, век-то уже кончается, а студенты-то не знают современной музыки, кто был озабочен тем, стали мало-помалу собирать то немного, что в России издавалось. Я говорю о записях и о текстах, а издавалось в России очень мало. И понемножечку. Это позволило накопить некий материал. Поэтому, когда я стал преподавать современную музыку, я был вынужден не только из того, что де юре с точки зрения современной музыкальной науки считается наиболее ярким, ценным, достойным, но то, что мог предложить, то, что было представлено либо текстами, либо записями. Поэтому очень многие произведения приходилось показывать, лишь исполнив, сыграв, нет записи. Это было непросто, но это тоже дало много, потому что я научился играть эту самую музыку. Теперь, о современной музыке все-таки необходимо представить. Вроде мы все сидим, понимаем, что это такое. Но дело в том, что есть несколько понятий современной музыки. Широкое понятие – это вся музыка, что сегодня звучит. А если звучит сегодня Леонин или Пиротиныч, она тоже современная. Так, это музыка 20 века. И, конечно, вообще-то, в узком смысле, это музыка современников. Та, что создается, делается сегодня. Но когда в нашей стране говорят современная музыка, мы подразумеваем только одно – это музыка 20 века. Для нас она все еще современная, для нас еще не стала классикой, как стала для остальной части Европы и Северной Америки. У меня была встреча лет 8 назад с одним дирижером из Англии, он здесь работал в Якутске, и режиссером из Голландии. Они приходят ко мне, и, как знаете, о 5-й симфонии Бетховена говорят: слушай, у тебя нет струнного концерта Берга? А для меня струнный концерт Берга – это давность высоко и далеко. Это еще то, что нужно освоить, понять. Я и записи не видел. То есть я слышал когда-то, но записи не видел. Думаю, Господи, они говорят об этом то, что хотят исполнить, кому-то показать эту музыку. Повторяю, как Бетховен или как там Чайковского. Это 8 лет назад. Так вот, поэтому для нас музыка 20 века. Ситуация, которая возникла в России, сложилась и давно парадоксально. С одной стороны, повторяем, мы как потребители искусства, потребители современного искусства, все остальное, кроме музыки. С другой стороны, представим себе начало 20 века. Вот учится в консерватории, скажем, Николай Метнер. И ему, как современной музыке, преподают Балакирева, Мусорского, к примеру, Бородина и верх смелости Римского-Корского. Немыслимо. Это все уже классика, это все звучит. Или как современную музыку, например, Шуберта или Вебера, начало его 19 века. Для нас это норма. До сих пор даже ранний Стравинский, я же говорю о Шонберге, скажем, Регере, все это еще авангард, и какой авангард, который нужно постигать. Сложность восприятия этой музыки заключается не только в том, что мы мало ее знаем, некоторые не знают вообще, а в том, что действительно возникает резкий разрыв музыкального языка, язык иной. И мало того, что нужно привыкать к иному содержанию, к иной наполненности, к иной образности,
нужно привыкать, и это самое, пожалуй, трудное, к новому языку. Так не похожему, освоенному, романтическому, классицистскому, барочному и так далее. Конечно, это вызывает отчасти отторжение. Все мы жертвы вот чего. Мы не прошли естественного пути, который прошла, ну пусть не вся часть человечества, а малая, живущая в Европе. Когда мы растем постепенно, мы постепенно меняем одежду, мы постепенно меняем взгляды, вкусы и так далее. А теперь представьте, вот ребенку 3 годика, и вдруг случилось чудо, фокус, машинное время заработало, ему уже 28 лет. Он в тех же штанишках, у него та же привычка есть кашку, невозможно перестроиться. Так вот, в 20-е годы, с конца 20-х, когда, в общем-то, опустился в искусстве железный занавес, мы почти перестали воспринять, узнавать, иметь возможность узнавать о том, что делал остальной мир в музыке. Это искусство было буржуазным, капиталистическим, разлагающим, прочее, прочее, прочее. И вот человечество проходило постепенно путь познавания, узнавания этой музыки, этого языка, этой образности, средств, технологии. А для нас шлюзы стали открываться с конца 60-х, начала 70-х, причем постепенно. И мы не прошли вместе этот путь, и нам приходится преодолевать такую сложность. Не постепенно узнавать и, естественно, легко воспринимать, а сразу, лавина. Если говорить о носителях информации, я сейчас говорю о текстах произведений и о записях, то ближайшие лет 10-15 стали отношения благоприятными. И нам, в нашем колледже теперь уже, удалось накопить довольно много произведений, особенно в виде записей, и в меньшей степени в виде текстов, как вы видите здесь. Еще лет 15 назад было немыслимо себе представить, это радует меня как преподавателя. И сегодня большая часть, 80% того, что нужно для того, чтобы изучать современную музыку, то есть классика музыки 20 века, у нас в записях присутствует. Более старых, менее старых, но есть. Теперь, с теоретиками легче, у них есть особый предмет. Но и здесь свои проблемы. Я скажу, естественно, об исполнителях, просто у теоретиков этого больше. Проблема заключается в том, что поначалу, когда я преподавал, программы никакой не было. Я создал ее сам, как понимал. Поскольку не было тогда еще многих записей и текстов, то я был вынужден, по сути, преподавать не музыкальную литературу, а, скажем так, современную музыкальную культуру. Музыкальная литература предполагает разбор текста, произведения. Для разбора требуется текст. Его не было. Я поэтому мог лишь знакомить, давая краткую образную характеристику сведений о некоторых технологических средствах. Так. И я тогда исходил из того принципа, что привычное деление там, по стилям, вот романтизм, классицизм, барокко, рококо, здесь не мыслим. 20 век это обилие, это букет, это ассортимент стилей, технологий, направления. Поэтому я решил показывать им национальные школы. Европейские, американские, северо- южноамериканские, азиатские школы. И таким образом я смог познакомить со многими интересными явлениями своих студентов. Первая программа начиналась с Маллера. Почему? Маллер 19 век, да, но это еще и 20 век. Потом без Маллера невозможно себе представить уже 20 век, много придов, в частности экспрессионизм 10-х, 20-х годов, в части Шостаковича. Поэтому это был Маллер, Венская школа, Шонберг, Берг, Веберн. Шонберг, естественно, тональный и додекафонный. Берг, экспрессионистский, немного даже Веберна. Потом, конечно, Штраус, да, это и 19 и 20 век, это мощная фигура, оперная, симфоническая в 20 веке, без него первую четверть невозможно себе представить. Там была домашняя симфония, там были поэмы, Тильман Шпигель, Дон Хуан, так сказал, Заратустра, Смерть героя и так далее. Камерная музыка. Камерная музыка была у Хиндемита. Потом Хиндемит. Ну, Хиндемит, конечно, знаменитый симфоний художник Матис, прежде всего, и некоторые его камерные вещи. Как ни странно, у нас они были в записях. Откуда их ветер надул, не знаю, но это был приятный сюрприз, когда я стал знакомиться с состоянием. Да, гармония, но она не столь интересна, художник Матис. Тут приходится выбирать. Потом, естественно, французы, пресловутая шестерка, ну и самая яркая из них Мионигер. Благо, что у нас, опять же, была подарена кем-то из коллег запись Жанны д'Арк на костре, шедевр его мощный. Были некоторые песни хора Нигера. Немножечко есть у нас Арик, Пуленко, я их тоже показывал, практически нет Дариуса Мийон. Потом, благодаря тому, что у меня были собственные записи Мессиана, я показывал квартет «Конец времени», потом у нас нашлась симфония Тонгалила. Итак, французы кончались на Мессиане, но все-таки уже 50-60-е годы. Да, и Пуленко голос человеческий. У нас не было Жолибе, Дитие, других более близких французов. Из немцев еще Карл Орф, одна из мощных фигур 20 века. У нас тогда была только Кармена Бурана, больше ничего, но зато это, конечно, шедевр. Потом появится уже «Умница».
и другие сочинения Катули Кармена, Триумф Афродиты. Из европейцев я знаком еще, конечно, с англичанами. Немножечко с Холстом, немножечко с Уон Вильямсом, но больше всего с Бриттоном, самой яркой фигурой 20 века. И опять же с Бриттоном пришлось знакомить по немногим вещам. Простая симфония, его рождественские песни, это уже потом появится, смогу найти и военный реквием, отрывки из некоторых опер. Так, я показывал музыку англичан в связке с англосаксами из Северной Америки, то есть с североамериканской школой. И здесь я представлял, естественно, вначале Айвза, то немногое, что было, камерные его вещи. Потом Джорджа Гершвина, благо здесь был и Rhapsody in Blue, и Porgy и Bess, тогда еще маленькие отрывки, но все-таки были. И даже концерт для фортепиано у нас есть. Так вот эти вещи. От американцев северных было, естественно, перекинуться к другим американцам, южным. Из этого у нас был только один Вилла Лобос и более никого. Это уже потом кое-что появится. Так что американцы только... Европейцев я показывал еще, естественно, финнами, Яном Сибелиусом. У нас были несколько симфоний его. Больше скандинавов не было. Вот. Но зато кто были? Было немного испанцев начала века. То есть Альбенис, Гранадос, Дефаля. С акцентом Дефаля, потому что все-таки 20 век в большей мере. И не мог показать им итальянцев, поскольку не было записи того времени. То есть никакой Респиги, Делла Пикколо, увы, это все будет потом. Зато была возможность показать поляков. Хоть немного Лютославского, немного Шимановского и даже Пендерецкого, благо у меня была запись симфонии и концерта. Так было и тогда. 4 года назад, о боже мой, уже 6, да. 6 лет назад я побывал в славном городе Книнбурге, и там познакомился с новой программой своей старшей коллеги, она профессор консерватории. Ее и ее бывшие студентки преподавали, по-моему, Перовского училища. Они стали новую программу по современной музыке. Книжечек уже не было, не все были раскуплены, и вот я в течение ночи переписывал, пока рука не отвалилась. Взял эту программу. Программа любопытная вот чем, надо будет, кстати, показать Ирине Альбиновне ее, чем она привлекла меня. Тем, что эта программа связывает современную музыку и течение направления, ее эстетику с современными общеискусствами, литературой, да и философией, изобразительным искусством, театром. Она проводит параллели. И она позволяет легче, с одной стороны, понять музыку, а с другой стороны, вообще понять в целом современное искусство. Через одно понять другое. Через музыку искусство изобразительное и наоборот. И, конечно, она, с одной стороны, сложнее жизни преподавать. Почему? Нужно все то, о чем здесь упоминается, будь то философия Хайдеггера, Сартра, например, или Камю, все это нужно хотя бы представлять более-менее. Представлять и то, о чем говорила Ирина Альбиновна, и то, что поближе к нам по времени. С другой стороны, если ты представляешь, что легче эту музыку подать. Но это предполагает то, что и студенты кое-что туда знают. И еще, эта программа знакомила не со школами, в отличие от моего прежнего подхода, и даже не с отдельными личностями. Она знакомила с направлениями. Причем, опять же, не по прежнему подходу. Вот, мол, где, скажем, конкретная музыка, вот пуантилизм, вот тебе сонорность, а с некими общими тенденциями некоторого 20 века, где рассказ о сонористике включал в себя рассказ и о Дебюсси, скажем, и о Мессиане, и о Свиридове, потому что везде проявление этой самой сонорности. То есть привычное деление на направление, течение, поднаправление, оно исчезало, создавались такие мощные массовые русла. Программа перспективна, но я пока еще до конца не ценую, потому что я работаю с ней лишь 2-й год. И кое-что мне не нравится. Почему? Она оставляет в стороне некоторые значительные явления 20 века, некоторые национальные школы, в частности, азиатские школы, потому что 20 век — это по линии мощной азиатской музыки. Ну, взять музыку, например, Кавказа, какие там яркие фигуры. Вот, может быть, мне удастся найти компромисс из моей прежней программы и этой. Теоретикам повезло, у них больше времени, в силу того, что это их наука. Поэтому внедрение современной составляющей возможно не только в собственный курс «Современная музыка», но и в курс под названием «Отечественная музыкальная литература». Значит, прежде всего кончалось с кем? С Свиридовым. Вот есть великий Свиридов, но тогда еще был, теперь уже нет. И больше нам ничего не надо. Больше ничего не происходило. Так вот, новая, даже не программа, новые учебники, они уже предлагают знакомить с Щедриным, со Шнитке и Гаврилиным. Возможно, кого-то этот выбор удивит. Почему, например, Иванова, Петрова, Сидорова там нет? Вдруг Гаврилин не столь, нет ли более мощных фигур? Я не буду пока спорить,
хотя, значит, у меня нескончаемый взгляд на то, кто здесь должен быть в программе, я сейчас подчеркну вот еще что. И сегодня возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы обучаем, потому что, значит, мы как преподаватели, как воспитатели ощущаем потребность в этом. Это ощущают и руководители, администрация. Но реально-то в существующих, отпечатанных де-факто, то есть де-юре программах нет этих имен, нет этих тем. Это их мы вводим благодаря той самой преподавательской свободе, которая сейчас есть. А парадокс в том, что в программах их нет, то есть де-юре их не существует и быть не должно. Де-факто они есть счет. Почему? Потому что в ближайшие лет 10 группа, на мой взгляд, очень ярких авторов разработала совершенно новое учебное пособие. Они представлены нам как естественное продолжение тех учебников, которые существовали, по которым даже чуть ли не мы еще учились. Так вот, в курсе бывшей советской музыкальной литературы, но не отечественной, появилось 2 новых учебника, где возникают эти темы. Они предлагают к изучению студентам, теоретикам и исполнителям. Повторяю, творчество Щедрина, Шнитке и Гаврилина. А в серии музыкальной литературы зарубежных стран, или, короче, зарубежная музыкальная литература, появилось тоже 2 новых учебника, 6 и 7, где огромное количество новых тем, новых имен, новых произведений. В программе, я повторю, их нет. Де-юре если не предлагаются, де-факто есть. И что-то с этим нужно делать, нужно вставлять. Но если было пространство, некий люфт временной у теоретиков, и туда можно вставить, с исполнителями это сложно. Значит, когда еще не было этих новых учебников, я пытался студентов просветить, то я, значит, покряхтев, почесав затылок, сумел отодвинуть бедного, скажем, и Гуно, и Грига, и Брамса, и Верди, отняв у них бесценные часы, чтобы хоть немножечко оставить свою музыку. Выиграл 16 часов со слезами и вставил. Что же я вставил? Ну, то немного, что может 16 часов. Так вот, что, значит, было у исполнителя в течение ближайших 5 лет, даже 3. Джакомо Пуччини, вводный раздел, значит, богему им предлагал. Потом, как предлагает новый учебник, изменил богему на тоску. Простите, мадам Баттерфляй, тоже 20 век. Дальше. Рихард Штраус. Естественно, только 2 поэмы. Дон Хуан и Трина Шпигель. Белла Барток, одна из мощнейших фигур 20 века. Так вот, балет его «Деревянный принц», опера «Замок Герцога Синяя борода», музыка для струнных ударных челесты. Одно из самых фундаментальных произведений. Дефалья. Клаверное творчество. Почему Дефалья? Не самая яркая фигура, но один из тех немногих, что писал яркую клаверную музыку в 20 веке, кроме русских музыкантов. Поэтому нельзя было не показать, чтобы хотя бы узнали ее. И Гершвин. «Рапсоди ин Блу» и «Порги и Бесс». Вот что мне удалось втиснуть в программу. И вот когда появились эти учебники, 6 и 7, я их изучил, то понял, что то, что мне удалось, это лишь маленькая часть того, что должно быть. То, что удалось, требует 16 часов. А то, что нужно вести, требует 71 часа. То есть, сами понимаете, чтобы вести 20 век, нужно все, что приходится на 2-й год обучения по курсам музыкальной литературы зарубежных стран, все выбросить, начиная от Шумана или Шопена, и заменить на это. Либо вводить новые курсы исполнителей, не знаю, на каком году обучения, 2-м, 3-м, 4-м, под названием «Музыка 20 века». Иначе они будут так же недообученными, как сегодня были недообученными мы, жертвы той программы и тех подходов. И это отражается на нас, как на слушателях, это отражается на публике в России. Не зря это отражается на рабочем. Когда, например, иностранные музыканты говорят о наших оркестрах и исполнителях, солистах, говорят: прекрасно исполняет классику, великолепно, современную музыку плохо исполняет. Все правильно, нет опыта, нет привычек, не можем, не умеем. Поэтому предпочитают брать иностранный оркестр. А вот как 19 век, тут, сказать, мы герои, мы великие. То же самое происходит с студентами. Если мы обратим внимание на то, кто что исполняет в концертах, неважно, там концерт отчетный, ежегодный, академический классы, мелькнет иногда кое-где одно из 20-40 произведений 20 века. Причем это может быть начало 20 века. Вот уже, что-то новенькое, свеженькое. Иногда народники, они, кажется, посмелее, кстати, этой области, особенно баянисты, что приятно отметить. Редко оркестранты. Ну и, как ни странно, меньше всего, реже пианисты. То есть, того, что есть такой апостол современной музыки, как Любовь Васильевна Наземцева. Соответственно, поскольку это редко, публика к этому не привыкла. И не привыкнув, отторгает всячески. Поэтому наша публика наименее знакома с современной музыкой. Это касается не только нашей якутской ситуации, в общем-то российской. На афише оперных театров, балетных театров, симфонических концертов, камерных концертов. Наш современный, вернее, музыка 20 века крайне редкий гость
Буквально приходится сказать, чтобы послушать хоть что-то. Вот ближайшие лет 15 российский оркестр открыли, наконец, Малер, они его играют. Вот сейчас вы начинаете Хиндемит открывать, слава богу. Теперь представьте, как с этим Дэвидом Брифом, до Денисова, Губайдулина, если брать даже наших отечественных, до Бориса Чайковского, там, Сильвестрова и прочее, прочее. А если брать иностранцев, как Крамба или Вольфганга Рима, Кугеля Маурицева, это все еще терра инкогнита. Да, Кейдж давно уже почивший в Бозе, давно уже классик, она еще сверхсовременная, авангардная, от звуков, которым мы все еще вздрагиваем. Какой авангард, какая смелость. Так, теперь, ну даже если махнуть рукой на программу, которой нет, а исходить из того, что требуют учебники, требуют наши старшие коллеги, надо признать, что остаются сложности. Почему? Многих текстов и многих записей еще нет. Я поэтому был вынужден составить прошение в библиотеку, чтобы не при случае заказали. Вот. Ну а сам уже как преподаватель нашего отделения по мере возможности, не спрашиваю никого, просто ищу записи и по мере возможности пополняю. Но вот первое, сейчас скажу первое, да, нынче 3-й курс и 2-й курс, нет, 3-й курс, они в прошлом году занимались по программе, где были включены эти хотя бы 6 авторов, они уже знают Беллу Бартока, Рихарда Штрауса, Джорджа Гершвина и знает Мануэля де Фалля. Я надеюсь, что в следующем поколении удается знать больше. И может ли через 10 наши студенты будут знать музыку 80-х, 90-х годов 20 века. Так, вопросы, господа. Вот польский композитор 60-х годов у вас записи есть? Бёрд, Тадео нет. Есть только, повторяю, не Тадеуша Бёрда, не Сиротского, есть только Пендерецкий, Лютославский и немножечко Шимановского. А еще Гражина Бацевич есть. Причем 2050-60 годов, не ближе, к сожалению. Это нужно в Польшу ехать, идти в дорогой магазин, здесь недорогие. Коллеги, если у вас где-то сохранились, ради бога, принесите. Мы вам вернем ваши бесценные виниловые диски. Мы сделаем копию цифровую и поместим в наш банк, в нашей медиатеке. Этой музыки не хватает. Буду вам от лица моих коллег и студентов в высшей степени признателен. Если у вас тексты, есть то же самое. Вы меня натолкнули на мысль послать вас в командировку или в Китай, или, как вы говорите, в Польшу. Да мне 2 недель хватит. Все облазить, все магазины. Нет, ну там время но вот это действительно, по-моему, это реальная такая возможность выполнить нашу задачу. Я за. Во-первых, мы затратим минимум денег на это, а пока мы и время у нас уходит много, и деньги. Тут всего 2 недели, определенная сумма, конечно, по-моему, это реально. Надеюсь. Азиатская музыка у вас какая запись есть? Увы, только Кавказ, а остальное нет. Я ищу уже лет 20. Я говорю о музыке современной. У меня есть это китайская музыка. Ради бога, принесите. Коллеги, спасибо за внимание. Сейчас соберу бумаги и освобожу стол. Большое спасибо, Борис Ну, Николаевич. готовил. Значит, следующая тема наша носит практический характер. О средствах выразительности современных произведений, которые исполняются на баяне, на готовый выбор на баяне, нам поведает Кирилл Афанасьевич Герасимов, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия и преподаватель колледжа. Так, прежде чем рассказать о современных приемах исполнительства на современном баяне, я хотел бы вкратце остановиться вообще о развитии исполнительства на этом инструменте. Так, ну и общеизвестно, что понятие баян, он входит в круг, связанный с инструментом гармонь.
которая появилась в XIX веке и как бы является разновидностью гармонии, которая включает в то же время гармоники, разновидностью гармоники, которая включает и понятие гармонь непосредственно, так баян и аккордеон. Вот. И в сравнении с инструментарием, который сложилось в современное время в академическом исполнительском искусстве, это, ну, прежде всего, инструменты, как фортепиано, скрипка и ряд духовых инструментов, баян как инструмент исполнительский сложился позже всех, и в основном за последние буквально полвека, и является сравнительно очень молодым музыкальным инструментом. Вот буквально с первого дня своего появления в России гармоника, она получила необычайное распространение и, ну, по сути, сразу превратившись в народный инструмент. И в то же время с такой неимоверной быстротой начала путь совершенствования. И начал свой путь совершенствования буквально с примитивной пищалки до как концертного инструмента, который сейчас уже уже претендует на некоторые вот такие академический уже такой уровень. И можно констатировать, что в настоящее время гармоника распространилась уже, ну, по всему миру, по всем континентам. Сейчас уже происходят различные фестивали, конкурсы по исполнительству на этом инструменте. Вот. И притом гармоника вот развивалась вот такими многофазными, такими ступенями по мере раскрытия таких вот художественных возможностей и раскрытия каких-то конструктивных особенностей. И вот эта конструктивная работа над совершенствованием инструмента была активна, вот, начиная прямо с появления, с XIX века. Но особое как бы развитие получила во второй половине прошлого века, вот где-то с 50-х годов. Буквально каждое десятилетие баян преображался и неизменно облагораживалось вот звучание, и у него уже появлялись все новые исполнительские возможности. И, разумеется, здесь техническое совершенствование инструмента происходило непосредственно в связи с исполнительским творчеством. И часто как бы инициаторами совершенства баяна были исполнители. И как бы, ну, мое вот поколение, которое вот училось на баяне, ну, я учился сам в 70-е годы, охватил там почти десятилетие в Уфе и был невольным как бы свидетельством вот, прямо конструктивного вот становления баяна. Ну, естественным образом происходит освоение баяном все новых пластов репертуара. И здесь как бы происходит очевидное такое расчленение при освоении репертуара, как бы расчленение в том смысле, что баян всегда как бы при расширении своего репертуара пользовался репертуаром других инструментов, ну, прежде всего, фортепиано. Далее такое тоже интенсивное развитие получило оригинальный репертуар для баяна. Здесь
вот это развитие репертуарной вообще, репертуарного багажа шло путем как бы с двояким и исполнителей, и непосредственно профессиональных композиторов. Ну, сейчас вот как бы развитие вот этого темпа развития баянного исполнительства шло так интенсивно, что временами вот этот как бы новые введения, которые происходили на баянном, вот, в сфере баянного исполнительства, оно не успевало так доходить даже до рядовых слушателей, и они не часто были в курсе, каким образом преобразился баян. Потому что у многих исполнителей, вот, как бы исполнителей из народа, и ассоциируются с гармоникой. И даже не успевали как бы охватывать вот это совершенство на баяна. И всегда вот это представления у многих оказались устаревшими, представления о баяне. Ну, это явление для баяниста не всегда безобидно, потому что если оно исходит особенно от людей, которые являются исполнителями на других инструментах, как бы они относятся к баяну, нечто такому, чуть ли не второсортному инструменту. И в этом плане как бы идет отставание представлений современных возможностях баяна. И современный исполнитель на баяне вот в настоящее время нисколько не уступает по своему образованию, и другим каким-то вот данностям, так скажем, от других исполнителей, исполнителей других инструментов. Осваивая свой теперь уже как бы сложнейший инструмент, баянист на уровнях обучения от детской музыкальной школы до ассистентуры, стажировки или до аспирантуры уже соприкасается с огромным репертуарным пластом мировой музыкальной культуры. Изучая произведения различных эпох и стилей, которые стали теперь доступными для исполнения на баяне без заметных искажений. При этом баянист сталкивается при исполнении очень с разнообразной фактурой, очень насыщенной, как фактурой многозвучно-аккордового склада, так и многоголосно-полифонической. И это очень благотворно влияет на общее развитие баяниста-исполнителя как музыканта. Здесь мне хотелось бы подчеркнуть тот момент, что при обучении на баяне учащийся сразу учится иметь дело с многофактурным изложением. Не секрет, что, например, для инструментов духового оркестра, и симфонического оркестра, ряд инструментов, учащийся он как бы мыслит изначально однофактурно. Даже на скрипке там максимум, что он может сделать, это аккорды, двуголосие, где-то трехголосие, это уже как бы высший пилотаж. Но для баяниста как бы изначально мышление вырабатывается слушать по всему музыкальному звукоряду. Играя на правой клавиатуре, естественно, мелодическую линию, он уже прислушивается к аккомпанементу, который у него ведется на левой руке. Так, и уже не говоря о полифонической фактуре. Здесь хотелось бы особо тоже подчеркнуть, что особняком для баяниста стоит произведение, написанное для органа. Баян как музыкальный инструмент в современном выполнении превратился
небольшой портативный орган. И, ну, естественно, он не может состязаться с органом в мощности звучания, ну, своей такой вот, ну, прежде всего, ну, с размерами и исходящими от него звучания, да? Но зато в камерных условиях выгодно отличается от него управляемостью звука, более такие гибкостью, динамики, вот, непосредственной выразительностью. И современный баянист, для него открыт как бы сокровищница вот всей оригинальной органной музыки. Что не скажешь о других инструментах, хотя и на фортепиано играют переложение органной музыки для фортепиано, но тем не менее такого эффекта, который достигается на баяне, конечно, им не достичь. И здесь несомненный плюс при воспитании баяниста как музыканта, потому что полифония это прежде всего воспитывает чувство, ну, здесь вообще чувство вкуса, чувство стиля. И в этом плане баянисты находятся в очень выгодном свете. И не зря как бы, вот эти полифонические произведения являются обязательными для исполнения уже в первом туре. Значит, как вот, опытные музыканты уже говорят, как исполнитель, баянист играет полифоническое произведение, уже можно судить о его исполнительском уровне. Не только как технологических каких-то его возможностях, но и как его мышление, его, ну, вплоть до его интеллекте, интеллектуальном уровне, чувств, ну, его каких-то вкусовых вот, качествах, чувства стиля. Но в то же время, в настоящее время уже накопился довольно солидный вот, оригинальный репертуар. И притом этот репертуар уже охватывает разные жанры. И притом написанных именно для исполнения на сцене. Концертный репертуар. Ну, в основном вот эти оригинальный репертуар отражает, ну, в первую очередь, обработки, фантазии на народные темы, парафразы, вариации, ну, и обработки разных жанров песен, танцев народных. Далее, помимо этого, как я сказал, идет вот расширение репертуара за счет камерно-академических направлений. Потом здесь идет поиск не только в сторону фортепианного репертуара, но и здесь берутся и скрипичные произведения. Тоже делается транскрипция для баяна. Даже делается переложение менее таких вот инструментов, даже целые концерты, например, не вот в частности, очень есть хорошее переложение, практикующееся концертов Вивальди. Вот, времена года 4 концерта. И, в принципе, очень неплохо звучит и очень часто исполняется даже на конкурсах. Ну и третье направление, это еще есть у баянистов так называемое странное исполнение. Ну, более такой легкой музыки, ну, которая культивируется больше аккордеоном. И вот можно уже сейчас констатировать, что в каждом из этих направлений, то будет это народные какие-то обработки или камерно-академического направления или странно, есть уже очень заметные достижения. И
Ну, потом есть такой момент, что хочется тоже его как-то обозначить, что в первое время репертуар в основном делался самими баянистами. Далее, для создания оригинального репертуара значительно двинулись, когда к нему подключились уже профессиональные композиторы. Ну, вначале это были единицы, потом все-таки профессиональные композиторы более как бы начали понимать, как бы, особенно в связи с развитием конструктивных возможностей инструмента, вот, они когда увидели художественные возможности инструмента, круг их значительно расширился. Но в то же время здесь вот справедливости ради, наверное, надо сказать, что здесь, особенно первое время, не очень, как бы, не все из написанных произведений были равноценны. Объяснить это можно, с одной стороны, тем, что произведения, которые принадлежат перу самих баянистов, не имеющих специальной такой композиторского образования, то они как бы страдали, ну, более такими из-за недостаточного знания всей специфики, ну, так скажем, выразительных средств, да, общих каких-то музыкальных, у них какие-то были тоже какие-то изъяны. Вот. Или, например, если профессиональный композитор писал для баяна, при наличии каких-то вот глубоких замыслов, да, но они как бы шли как-то общим планом и не очень учитывали специфические приемы исполнения на баяне. Но вот это ну, как сказать, эта погрешность все-таки она со временем преодолевалась, и как бы уже в настоящее время уже накапливается, здесь идет интенсивное накопление вот репертуара для баяна. Вот, ну, я вкратце могу остановиться вот в хронологическом порядке, каким образом, как появлялись вот какой путь завоевания разных жанров баянистами-исполнителями. Вот первый концерт для баяна с оркестром народных инструментов был написан композитором Феодосием Антоновичем Рубцовым. Он окончил Ленинградскую консерваторию у Штейнберга, и этот концерт был впервые написан в 1937 году. Вот. Далее, вот первое сочинение, оригинальное сочинение соната для баяна была написана выпускником музыкального пединститута имени Гнесиных Басурмановым, Аркадием Басурмановым. Он был учеником Онегина в 1953 году. Так, извините, в 1944 году. Далее, вот им в 1950 году был написан первый концерт для баяна уже симфоническим оркестром. И как бы здесь баян уже как бы начал претендовать на, как бы, на новый качественный уровень, потому что баян по своим оказалось, что баян, современный баян многотембровый, он уже может успешно сочетать с симфоническим оркестром. Далее еще есть такой интересный факт, что, например, композитор Александр Холминов включил баян в свои две оперы «Оптимистическая трагедия» и «Чапаев». Эти оперы были написаны в 50-е годы. Ну, там, наверное, уже связано непосредственно с народным музицированием. Сам целью не ставилось вот, как бы, включение баяна с оркестром, ну, как сольный или как характерный инструмент в оркестре. Вот мне кажется, баян
когда сталкивается с симфоническим оркестром, у него вот в первую очередь встают проблемы, связанные, ну я не говорю о качестве исполнения, да, но здесь он как бы сейчас уже вышел на на очень высокий уровень исполнения. А в связи с тем, что, например, есть понятие вот такого, понятие строя в симфоническом оркестре, прежде всего натурального, когда инструменты вольно-невольно, они как бы строятся по натуральному звукоряду, хотя темперация, она как бы имеется в виду, но основной инструмент является по темперации, но скрипка, которая требует квинтового строя, и которая идет по обертонному звукоряду, она всегда вот была склонна идти по натуральному. И когда вот скрипки играют, и они часто грешат тем, что они играют по натуральному строю, чем по темперированному. И когда, например, духовой инструмент включается, настроен уже по темперации, здесь как бы бросается вот этот дисбаланс по настрою со струнным инструментом. Это очень часто являющееся, ну, встречающееся часто очень явление, да, и баяна это здорово бросается, потому что все-таки на духовых инструментах или на скрипке это можно по ходу построиться, ну, чисто на слух. А на баян это инструмент, который уже настроен по определенной температуре очень строго. И здесь как бы вот первый изъян, который вот сталкивается при исполнительстве баяна с симфоническим оркестром. Так, далее, ну, здесь есть еще одна косвенная причина. Баян обычно настраивается под камертон 440 колебаний в секунду, ля первую октаву, да? Вот. А современные скрипачи уже обычно требуют 442, и здесь уже как баян сядет в симфонический оркестр, он требует вот такого вот давления, чистого такого вот настроя. И вот это явление как бы все время интуитивно мешает включению баяна в симфонический оркестр. Так, ну, сейчас по конструкции баяна, современный баян уже вы все знаете, уже как бы это современный инструмент, который включает в себя уже до 17 регистров, и здесь выгодно отличается от многих инструментов, которые являются однотембровыми. И баян здесь, возможности баяна здесь очень очень широки в этом плане для композиторов, для пишущих исполнителей. Ну, потом удобство переключения механизмов, когда тоже регистр был выведен на подбородок. Левая рука, как многие знают, две системы существуют, готовая система и выборная система, тоже расширила вот на порядок возможности баяна и расширила его, прежде всего, его репертуар. Далее, вот конструкции сейчас даже совершенствуются, и как бы всегда претензии к баянистам то, что левая рука заглушает солирующую правую руку. И в этом плане сейчас тоже некоторые вот находки, которые в какой-то мере решают эту проблему. Например, вот сейчас вот на баяне, которым играет вот Виктор, у нее там есть такие вот клапаны, которые заглушают вот эту. И там заметно левая рука становится тише правой руки. Потом восстановление исполнительства на баяне особое место занимает композитор Владислав Золотарев. Он консультировался у Щедрина в свое время, потом учился у Хренникова. Но он в 1975 году в свои молодые годы, к сожалению, скончался. Но, тем не менее, его нововведение с
современное исполнительство на баяне были очень заметны. Здесь уже как бы пошли уже следующим шагом, здесь связано уже с развитием разных стилей, сценаристики, там, аллеторики. В этом плане у баяна тоже оказалось очень много выгодных приемов, которые можно использовать при сочинении для баяна. Ну, здесь какие вот приемы? Широко используется на баяне сейчас рикошет, так называемый. Это как здесь можно имитировать как бы струнные инструменты рикошетом. Далее, естественно, тремоло мехом. Вот, тремоло мехом, вот, в частности, на примере, который я привел, концерт Вивальди для скрипки с оркестром. Там как бы весь оркестр играет на тремоло. И баян здесь очень как бы имитирует этот тремоло уже мехом. Здесь он имитирует тремоло не одного инструмента, а целого оркестра. Поэтому здесь очень убедительно получается, качественное исполнение вот этого тремоло. Дальше используются разного рода глиссандо, такие как глиссандо по всему ряду. Да. Дальше глиссандо еще есть на одном звуке, когда звук берется и потом отпускается чуть-чуть клавиша, и при нажатии меха как бы идет вот это глиссандовое этого звука. Это характерный звук при умелом использовании композитором, оно звучит очень эффектно. Так, далее вибрато левой рукой, вибрато правой рукой тоже дает очень хорошие художественные эффекты. Потом разного рода шумовые приемы. Удары по корпусу инструмента применяют очень, пианисты. У баянистов тоже там, применяют удары по сетке, непосредственно по корпусу, по клавиатуре. Тоже дает некоторые вот такие эффекты. Вот. Поэтому нужно сказать, что баян сейчас, хотя он и молодой инструмент, он прошел очень такой вот путь, как я сказал, от простой примитивной пищалки до современного концертного академического такого инструмента. И как бы сейчас уже слышатся уже другие претензии другого рода, что баян уже отделился от народного, от народа. И как бы возникают вопросы, а народный ли сейчас он инструмент? И даже в этой связи сейчас гармоника как бы восстала. И гармоника как бы обиженная. Сейчас вот в Орле в училище уже разработана в 90-е годы программа по исполнительству на гармонии. И уже как бы на среднем специальном уровне учат уже специалистов на гармонии. И мало того, еще открылась вузовские программы. И сейчас уже есть трехступенчатая учебная программа для гармонии. Вот. В Орловском институте культуры и искусств, там есть факультет. При факультете есть отделение гармонии, есть уже выпускники на гармонии. И гармония уже тоже выходит на концертную эстраду. Есть также в Москве институте культуры и искусств. Так что баян, вот как бы появившись исторически позже всех вот этих инструментов, которые завоевали как бы вот пространство свое в мировой музыкальной культуре, баян все-таки он тоже успешно продолжает свое развитие в этом направлении. Вы сейчас послушайте о качестве иллюстрации. К сожалению, там мы не можем по времени много показать, иллюстрировать пройтись по всем репертуарным, да, каким-то произведениям. Но сейчас мы можем продемонстрировать. Студент, вот Виктор Винокуров, класс преподавателя Раисы Николаевны Крыловой, сейчас вам сыграет произведение композитора Виктора Новикова «Караван». И здесь будет тоже, в какой-то мере использоваться вот эти современные приемы исполнительства баяна. Спасибо.
Большое спасибо, Кирилл Афанасьевич, большое спасибо, Виктор. Значит, следующее сообщение. Я думаю, что мы до обеда успеем услышать только один еще доклад, да? Или как вы считаете? Или позже пообедать? Один, да? Хорошо. Тогда сейчас современный репертуар в классе камерного ансамбля. Читает Людмила Брониславовна Надобка, преподаватель музыкального колледжа. Так. Не читает, а рассказывает. Рассказывает. Ну, читает доклад или рассказывает. Дорогие господа, коллеги, уважаемые господа, белые дамы, вы меня слышите так, когда я вам говорю? Нет, вот этот ошейник я ни за что не одену, потому что мне придется работать с инструментом. Вам достаточно меня слышно? Тогда давайте я поработаю живьем без озвучивания. Озвучки у нас сегодня хватит, и вас попрошу мне немножко помочь. Когда я буду делать, знаете, не буду ставить подряд. Дело в том, что, если кто не помнит, если кто не знает, я Людмила Брониславовна, я преподаю в этом училище класс специального альта, камерного ансамбля и квартета. И в связи с этим я, конечно, хотела заострить свое внимание именно на проблемах интерпретаций современных произведений в этом жанре. Ну, дорогие мои коллеги, мне так сложно после блестящих выступлений методистов, философов и теоретиков что-нибудь тут лепетать перед вами членораздельное, так что вы уж меня строго не судите, я вот, к счастью, к сожалению, больше практик. И эту музыку я знаю, исходя вот из того, что я играю, делаю на этом инструменте. Играю я на альте и хорошо очень знаю современную музыку совсем не потому, что я ее ярая приверженница, а потому что просто больше для альта что-нибудь такого интересного и существенного, ну вообще нечего играть. То есть практически вся сольная литература – это весь 20 век, начало, середина и конец. И, конечно, за свои годы артистической деятельности и преподавательской я переиграла практически весь западный репертуар, альтовый, имеется в виду камерный, Анегер, Мийо, русский от Рубинштейна, Винклера, Шабалина, Шостаковича до якутских композиторов, которых вот и Кирилл Афанасьевич не даст соврать, и Владимир Васильевич, и Николай Савельевич сидел, и Валерий Геннадьевич Кац, которого сейчас в Москве не с нами. То есть якутскую музыку я тоже играла много. И вот первая проблема, с которой сталкивается в процессе исполнения интерпретатор, это, конечно, проблема авторского текста. Вот как трактовать авторский текст? С одной стороны, мы, как-то так получилось, что мы с композиторами работали всегда живьем. То есть композитор, исполнитель сидят рядом, и такое идет сотворчество каких-то моментов, обсуждения, консультирования. Но в любом случае, вот что касается, допустим, Валерия Геннадьевича, в этом отношении он был, конечно, неумолим. Он строго требовал придерживаться нотного текста. То есть по его ощущениям, утверждениям, нотная схема – это незыблемо. Но потом, когда мы с ним стали общаться более ближе и чаще с ним выступать, в частности, с его сонатой для альта и фортепиано, все-таки мне удалось его убедить, что какое-то право на свое прочтение я все же имею. Я позже остановлюсь немножко на этой сонате и скажу, в чем я отстояла свои позиции. А сейчас я начну чуть-чуть пораньше. Вот когда анализируешь работу со студентами, с учениками, первое, с чем сталкиваешься, не хотят. Не хотят они играть эту вашу современную музыку. Они ее не хотят играть не потому, что они ее просто не хотят физически. Они ее просто психологически не понимают. Они не понимают, о чем эта музыка, как ее играть, какими приемами. И вот тут я хочу попросить вас, может быть, обсудить эту тему. Есть мои личные наработки, которые, возможно, покажутся вам, ну, скажем так, не бесспорными, может быть, даже очень спорными, но это мои личные эксперименты, которые со временем подтвердились. И заключаются они вот в чем. Конечно,
я никогда, как грамотный педагог, не буду ломать психологические устои студента и обучающегося. Но из-под ненавязчиво, постепенно все равно буду его всякими хитростями вводить в современный репертуар. Почему? Потому что он человек нашего времени. Потому что он человек компьютерных технологий. Потому что он человек 21 века. И таким образом я пришла к выводу, что если уж Магомед не идет к горе, мы должны использовать тактику «гора идет к Магомету». И вот эти же дурацкие психологические затыки на этом компьютере, когда у нас студенты буквально подсажены, как наркоманы, на компьютер, анализ вот этой ситуации привели меня к тому, что а почему бы нам этот же компьютер не использовать в наших личных, эгоистичных целях педагогов, чтобы заставить ученика с маленького возраста, привыкая к новым звучаниям, охватить репертуар современной музыки. Да, я думаю, что многие из вас согласятся, что маленькие дети много тратят на бессмысленные вот эти вот жуткие стрелялки, совершенно не понимая сути компьютерных технологий. А компьютерные технологии здесь нам служат большим подспорьем. Во-первых, мы имеем возможность выхода в интернет. А сегодня вообще такой скоростной интернет нам это практически ничего не стоит. Значит, мы можем выбирать из всемирной паутины, из мира, из любой точки мира музыку, которая нам нужна. Просто-напросто, грубо говоря, языком электронщиков, скачивая ее к себе на компьютер. Мы можем пользоваться банком всяких минусовок, аранжировок. Это тоже большое подспорье в работе с обучающимся. Мы можем благодаря компьютеру самым простейшим, элементарным музыкальным каких-то нотным редактором создавать аккомпанемент, который значительно украсит звучание. Подготовьте, пожалуйста, первую запись Моцарт Аллегретто. Там есть название на конверте. Стоит, да? Да. Вот. Дело в том, что когда я работала в общеобразовательной школе, мне такой эксперимент позволили сделать с малышами. Я поняла, что им непонятно слово аллегретто и Моцарт. До тех пор, пока какие-то ассоциативные у них не возникли ощущения в связи с этой музыкой, до тех пор они так и не хотели ее играть. А как я это сделала? Я взяла и классическое произведение, и это очень хороший метод. Я обволокла обычный классический голос звучанием электронных или, может быть, живых инструментов. Это может сделать любой преподаватель, который имеет элементарный навык работы с компьютером. Вы берете обычный клавир, что называется, вчистую его загоняете в компьютер, и там уже ваше творчество. Вы можете раскладывать бас на любые инструменты, начиная опять же от живых, там контрабас, виолончель, заканчивая любыми там басовыми партиями совершенно немыслимыми. Вы можете дописать партии ударных, вы можете, а партия ударных очень важна для детей, почему она их организует ритмически. Вы можете расцветить, вы можете так раскрасить это аллегретто Моцарта, что ребенок сам заиграет. Пожалуйста, поставьте нам запись. Вот эта запись детей-первоклассников, ансамбль скрипачей. Их было всего 4.
небольшой поменять, другую запись, но пока не ставьте. Вот вам первый пример очеловечивания классической музыки. То есть мы приближаем классику к детям. Они такое звучание слышат каждый день. Для их слуха такое звучание привычно. Поэтому, вводя вот такой метод, мы тем самым приучаем их слух к какому-то более современному звучанию классики. Второй путь – переложение. Конечно, ребенок, который приходит к вам в начальной стадии обучения, совсем не знает ни фольклора, ни классики, ничего. Но зато как он хорошо знает «Миллион алых роз», как он хорошо знает там «Перелетную птицу». У меня, он даже иногда вот спросишь, ну спой, ну такие казусы бывали. Вот эта песня была очень популярная. Пора, пора, порадуемся на своем. Вот девочка поет. Красавица я куку, да, там, и какому-то клинку. Я никак не могу, почему я куку? А вот она как слышит, не кубку она слышит, а я куку. Вот так и поет. Ну, это ведь ее, главное, что она повторяет мелодию, правильно? То есть суть в том, что песню она знает. И вот когда я начала слушать вот эти их интерпретации смешные, у меня возникла мысль, а что есть вот эти песенки, которые они хорошо знают, перекладывать на инструмент? Во-первых, сразу упрощается задача артикуляции, фразировки, нюансировки и формы. Почему? Да она эту якуку знает с ног до головы. Она знает, сколько там куплетов, как они развиваются. Она знает по форме, по квадратности. Ей даже ничего не надо объяснять, этой девочке. Она уже все знает. И поэтому, когда она это перекладывает на инструмент, она уже интуитивно ищет вот эти приемы. И тут достаточно буквально только подсказать, извините. Только подсказать, сказать... Вот здесь, допустим, более длинным смычком, здесь как, ну, чисто такие технологические, специфические какие-то дела. Но уже ребенок мыслит какие-то вещи. Вот, допустим, переложение, вот сейчас, которое прозвучит, как, включите, пожалуйста, это «Играю я», но это пример, как можно сделать, опять же, обычную песню на инструменте переложить. Раймонда Пауса. Ансамблевое мышление, контрапункты голосов. Все это надо слышать ребенку, когда он играет песню. Надо ориентироваться в этом оркестре. То есть у него уже развивается оркестровое, ансамблевое мышление. А кульминации говорить нечего, и так все понятно. Понятно вам, суть понятна. И продолжая тему переложения. Еще один диск подготовьте, пожалуйста. Так, вот это. И что касается переложений. Вот мы говорили о очеловечивании классики, да? Но очень полезный, на мой взгляд, и это опыт многих лет работы и собственной сольной, и ансамблевой, и педагогической со студентами, очень полезно вводить инструментальное произведение сопредельных жанров. Например, вот все мы сегодня слышим уже там
толдычит очень много о синтезе. Не надо нам синтез. Вы возьмите обычную джазовую композицию, переложите ее на инструмент, и пускай ребенок постигает таким ему понятным слуховым аппаратом, ему понятным звучанием вот, технику. Вот сейчас я вам сыграю одну пьесу. Вот вы послушайте. Пойдет она как характерная в репертуаре? Можно включить? Только чуть громче, иначе... Громче надо. Спасибо большое за внимание, за ваше. Вот оказалось, что очень неудобно в пиджаке, оказывается, играть. Это я поняла, когда начала свои звуки извлекать. Это обычная самбо Абрео. Обычная самбо, переложенная на инструмент, на струнный. Точно так же, эту же самбу, не эту же самбу, какое-то другое произведение, которое очень часто, да вы все знаете эту самбу, она вам толдычит через день-то точно где-нибудь по радио, она у вас на слуху. Вот таким образом, ненавязчиво, постепенно, мы все равно заставляем, мы вводим в репертуар. А вот теперь, что касаемо нашей высокой музыки, да, это все мы так о низменном, так, как готовить, да, как это, очеловечивание, все как-то так приспосабливаемся, поворачиваемся. Но, конечно, надо далеко за спиной, в голове, над головой держать идею духовности. Конечно, мы обязаны духовно воспитывать наших студентов. А путь тут очень простой. Во-первых, подготовка. Во-вторых, очень тесно надо заниматься фольклором. Вот фольклор – это и есть основа современной музыки. Все эти нетрадиционные обороты, вся эта немножко плавающая аритмичная, да, структура, все эти очень контрастные образы, они способствуют тому, что у студента все равно вырабатывается мышление современной музыки и предпосылки к интерпретации ее. Вот, например, вот сейчас я буду говорить о двух произведениях от Цинцадзе. Вот я ребят сейчас попрошу выйти. Вот 2005 год возьмем, да? Вот сейчас мы все ходим, радуемся, гордимся. 2005 год у нас объявлен искусство Ланхо. В 2005 объявлено шедевром музыкальной культуры. Точно таким же шедевром музыкальной культуры объявлено и грузинское многоголосие. Вот сейчас прозвучат две небольшие, буквально отрывочками пьесы Цинцадзе. Одна называется «Лале». «Лале» – это девушка такая. Другая называется «Шутка». Вот
приемами звукоизвлечения, колоритов каких-то, может быть, техническими приемами. Я вам потом расскажу, что как раскрывается. А вот сейчас послушаем пьесу «Валерий». Поиграйте немножко. Хватит, спасибо. Вот даже этот пример сразу дает нам ощущение колорита грузинской музыки. Почему? Во-первых, очень развитое многоголосие. Голоса движутся параллельно. Очень четко, очень сочно звучит гармония. Второе, конечно, мы слышим некоторые звукоимитации. Да? Вот, например, вот альт нам сыграет свою партию, у него явная имитация народного инструмента, барабан грузинский, называется дали. Этот эффект композитором не случайно введен. Он написал этот квартет в 1947 году. Это обычная грузинская народная мелодия. Но обработав ее, переложив, опять же мы говорим о переложении на современные инструменты, мы слышим современное звучание народной музыки. Вторая пьеса «Шутки». Тоже сенсация. Спасибо большое. Спасибо ребятам большое, молодцы. Вот шутка, да, прием пицциката, да? А на самом деле хотел очень простого. Передать звучание национального инструмента пандури, это грузинская балалайка. То есть, опять же, звукоподражание, звукоимитации. Та-да-да-да-да-да, слышали, да, барабаны опять дали в вальтовой партии? Опять же звукоподражание. То есть мы опять приходим к тому, что современная музыка корнями своими уходит в фольклор. Изучая тщательно фольклор, мы приходим к пониманию гармонии, к пониманию мелодики, к пониманию ритмического строения. И вот сейчас мы остановимся, в частности, вот на сонате Валерия Каца. Эта соната была написана в 1984 году. Это я говорю не потому, что это имеет какое-то отношение к интерпретации, а потому что я увидела в библиотеке, там, где висит его портрет, и там о нем информация идет, написано «Соната для альта, 1989 год». Нет, дорогие мои, она написана в 1984 году, у меня есть авторский экземпляр, который вот тут вот стоит дата 16.12.1984 года с личным посвящением. Спасибо большое ему, я теперь буду точно знать, когда. И вот сейчас прозвучат фрагменты записи, которые мы сделали в 1985 году. Я, наверное, не буду вдаваться в теоретическую сторону, там, рассказывать о каком-то строении, делать анализ формы музыкальной. У меня такая задача не стоит. Задача у нас сегодня поговорить о интерпретации. Так вот, что касается интерпретации, хочу сказать, что Валерий Геннадьевич, он очень такой грамотный и образованный в части гармонии, в части инструментовки, оркестровки, очень грамотный, очень внимательно и скрупулезно относящийся ко всяким мелочам. И, конечно, когда он писал эту сонату, и, допустим,
консультировался со мной по каким-то, потому что вообще-то это был мой заказ. Я так и до сих пор этим горжусь. Да, соната для альта, и я так пришла к нему, говорю, ну и вообще интересно, приехала тут в Якутию, ни одной сонаты играть нечего, вообще, что такое? И он говорит, ладно, напишу. И вот буквально через год написал. И вот когда консультировался, это же не было консультации, это были такие, а вот я хочу это, сможешь? Вот так. То есть он предполагает, что это... А почему? Потому что он струнник, он скрипач, он знает, как на скрипке играть. Он пианист блестящий.